Так, салям, друзья. Надеюсь, меня слышно. Короче, как обычно, защитным положением будем выходить с двумя ватсапами, с двумя тиктоками. Нет, сколько? Два. Что-то темно, да? Сейчас я задний свет тоже включу тогда. Я сейчас, так сказать, в таких новых реалиях. Так что, такие дела. Включать, наверное, да? Посветлее будет так. Вид на меня нет. Вот так будем, дуслар. Так, всем салям. Салям. О, короче, я буду комментарии смотреть. Просто я такие стаканчики поставил телефон, чтобы зарядка тоже была. И сейчас зайду в ТикТок, потому что давно в ТикТоке не был. Yakınlara oturayım mekan. Neyse oturmadan olmuyor. Телефоном болмейн в колумда, потому что я на два ютуба вышел, короче. На два ютуба выйду и на зарядке, потом на зарядку поставлю, пока лапну без этого. И в ТикТок выйдем. Разговор будем делать разные, да как. Сейчас. Так, Бутунгузга салям. Сейчас выйдем в ТикТок, чтобы были какие-то вопросы, пишите. Не знаю, я толком на новости не смотрел, так что этот имейте в виду. Как есть, буду вести эфир, как могу дегенкивать. Так, ТикТок тоже начали. Так, хаммага, салам алейкум. Где-то темно будет меня, плохо видно, да, меня? Ну, короче, на второй шконке я сегодня, короче. Так. Эфир сегодня 13-й, я уже давно эфиры не вел, да, ведь один день только на улице вел эфир, и все, он мало просто будем теперь эфир вести более подробно, откровенно, как и вообще со мной что случилось, где я был, об этом, наверное, будем сегодня говорить. Кого видел, кто меня кинул, кто меня подвел, кто меня, ну, короче, на нервы действовал, короче. И какие ошибки произошли в жизни, и все вот такое. ТикТока давно кіргенім юг, потому что, ну, не получается. Вот так. И естеріңізде болса, мен разные жерлерден эфир я вел, да, ведь это были разные страны. Короче говоря, начнем с этого. Какое-то время назад мне пришлось сменить местоположение, чтобы, так сказать, найти работу и как-то создать лучшую, так сказать, жизнь, да, так сказать, да, ну, чтобы что-то уже зарабатывать, а не сидеть сложа руки. И шулай тұрып мен сафарға юлға шықтым. Шулай тұрып дүния көрдім енді. Дүния көрдім, көрмегенні көрдім енді, короче говоря. Грубо говоря, жаһаннам тишегіне бардым. Шул жаһаннам тишегінен тауын қайтып келерге туры келді. И разными тяжелыми путями. И как вы помните, недавно, вот на днях я вам рассказывал, в ТикТоке рассказывал, как меня кинули, короче, и так далее. Не успел приехать, уже успели меня кинуть. И во время поездки тоже также меня кинули. Помните, я вам эфир вел, ну, еще летом, как таджики меня кинули, потом вот это, короче, вот, не знаю, через какое-то время начинаешь работать, и тебя кидают. Манашул Эйберлер уже мен туйдырдылар. Сейчас, получается, первое это ТикТок. В ТикТоке пока я никого не вижу.
спят, наверное, все. Второй какой-то Куандык деген YouTube. И вот этот Башкортостан 2024. Мой старый YouTube. Он 1000 раз блокирует его, 1000 раз разблокирует. Может, когда-нибудь он заблокируется. Так что, если что, подпишитесь сразу на другие каналы. Ну, короче, где вы меня увидите, туда подписывайтесь. Шулай, у меня разные каналы, везде сижу. Вот. Начнем. Ну, не знаю, с чего начать. Очень много информации, очень много информации. В первую очередь хочу озвучить то, что Башкортостан на Татарстан еще я также топлю. Я всегда в этом, всегда, как говорится, мысли об этом только. Но что происходит в мире, от новостей я отстал. Грубо говоря, с апреля месяца. С конца апреля месяца я пропал. Шунардан бері мен уже шықмадым бетінде. Считайте, мына май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, мына 6-й ой дегенде мен келіп шықтым тауға енді. Ну, потому что урын югы, обстановка югы, где, как вести, не мог сосредоточиться, плюс жизненные какие-то проблемы были. И вот этот весь сыр-бор, я не мог это все озвучивать. И исходя от этого, с маленьких роликов вы можете понять, где я был, что я делал, как я мог. Но пытался все равно как-то красиво преподносить, потому что были некрасивые моменты в моей жизни. И я пытался все равно, так сказать, тяжелые моменты скрывать. Вот. Наверное, Аллах Тааля сынауы деп ойлаймын енді, другого варианта тут нету. Вот не поверите, чуть-чуть оставалось сломаться. Вот человек, говорят же, тебе только столько дает Аллах Тааля, сколько ты унесешь. И я вот чуть-чуть оставалось сломаться, реально, короче. Были моменты жесткие моменты. Поэтому одни люди, короче, мне говорили, типа, нужно скрывать там, не позориться туда-сюда, а мне пофиг стало, знаете. Когда ты живешь как будто бы последний день, и тебе уже пофиг становится, скрывать это, не скрывать это, стыдно тебе, не стыдно, ничего, как говорится, там нету стыдного, как говорится. Я пытался выживать. Исходя от этого, попадались разные люди, хорошие, плохие, как мы говорим там, русские плохие, украинцы плохие, еще кто-то плохие, таджики плохие. Вот из этой категории тоже были хорошие и плохие в этой жизни моей, которую я прошел это лето. Это, грубо говоря, так сказать, лето провел там 33 пизды у бабушки, короче, как это, в теплых странах, можно так сказать. Но это... китап язарға можно, наверное. Китап язарға можно. Видите, даже похудел я, блядь, пиздец, короче, да? Короче, уезжал я 75 килограмм весом, блядь. Стал где-то 65 в одно время. Сейчас, наверное, уже 60 стал. Куда весь вес делся? Хз, короче. Как это по-узбекски? Азап чектім, короче. Шуларға, как это... Хочется нормально, как говорится, работать, нормально что-то делать. Но из-за того, что мы тут за границей, и мы не свои, поэтому нам очень тяжело что-то добиться. Потому что синим паспортом, ебучий российский паспорт, допустим, да, синим паспортом мандаюк, ты тут нелегал, вот и все. Поэтому, исходя от этого, ты легал, нелегал, тебя не колышет, как сказать, все равно ты не в своей тарелке. Здесь ты не в своей тарелке. Каждая сука пытается тебя кинуть, каждый пидор хочется от тебя что-то отжать у тебя. Жаныңны алырға әзерләр, блядь. Мына шундыйлар. Сколько грабежей было, блядь, это пиздец. Короче, один прикол расскажу, короче, как арабы-пидорасы, короче, у меня с моего велосипеда воровали, блядь, я это тоже, уж не стал выкладывать, просто скажу для прикола. Раза, блядь,
4, может, 5 раз, блядь, грабили, блядь, мои продукты, блядь, с велосипеда моего, блядь. Это пиздец, просто пиздец. Это до такой степени опущенные, блядь, нахуй люди, блядь, что у тебя с велосипеда воруют, блядь, твою еду, блядь. Я просто в ахуе был от всего этого, блядь. Столько приколов там, ну не расскажешь. Я больно близким людям это только скидывал, блядь, и в ахуе все были. Поэтому такой дебилизм, блядь, это пройти, блин, я не знаю, блядь, это, ну, полный, короче, кошмар. Исходя от этого, я думал, все, уже приземлился я сюда, я ехал вообще в другую страну, сейчас опять тоже, опять путешествие в другую страну, но у меня развернул один знакомый старый, так сказать. Друг его нельзя сказать, ну, короче, полудруг. Меня свернул, короче, на полпути Франции в Париж. Я вот оказался в этом Париже, блядь. Можно сказать, даже ебучем Париже. В свое время, когда-то я, когда жил от Парижа далеко, 2 года, я думал, блядь, как попасть в Париж, как попасть в Париж. Вот я в Париже. Еще от него толка нихуя нету. Поэтому ishim bo'lmasa munda, qutoqqada sen kerakmisan munda. Ish kerak munda. А это не Москва. А Москву, как говорится, мы вот так, как нахуй пинали дверь, заходили, блядь, нам похуй было, в Москву приехал, начинаешь работать. А здесь не Москва, понимаете? Исходя от этого, э, ну как сказать, чужбина – это чужбина. Поэтому все равно и всегда я злился и злюсь до сих пор, что если мы могли бы, блядь, сделать свою независимость Башкортостана и Татарстана, мы бы нихуя сюда не приехали бы. Нихуя. Почему? И мен сізге до этого в эфирах всегда рассказывал, блядь, что мында, по сути, кутақта юк. Мында келесің нәрсе үшін? Өзіңді, как говорится, спасти всего лишь. Вот дальше годами ты осознаешь, вот 3 года жизни в Европе, ты осознаешь, что здесь ты только из-за того, что, как недавно мне сестра предъявила такую тему, за 3 года, я же вам еще где-то говорил, дошло ей, что, блядь, я в окопе, оказывается, не гнию, я в посадке не гнию. О, дошло людям, да, ведь, альхамдулилля, хоть кому-то дошло, что я пока живой, блядь. 3 года жизни я себе, так сказать, конечно, само собой, Аллах Таалям это нам создал. 3 года жизни я продлил, ну, так сказать, альхамдулилля. Поэтому, если бы была бы наша Уфа на месте правильными правителями, Казань на месте с правильными правителями, мы даже в Москву не ездили бы на заработки. Не говоря о том, что, блядь, вся Азия ездит, блядь, в Россию зарабатывать, блядь. Кутак барма. Утрагыз үйіңізді нахуй. Үйде утрагыз, блядь. И когда все время это, блядь, я вам трезвонил, пишу, говорю, блядь, везде рекламу кидаю, там, приезжайте в Европу, в конце концов, работать и так далее, или что-то делать, блядь. А вы нихуя, вы претесь в Россию, блядь. Вот это меня удивляет над всем этим, блядь. Все вот мысли у меня, может сейчас все перемешивается, блядь, но что я хочу сказать, блядь, что мандаки лясанькен, или ты начинаешь, как говорится, в одном месте только работать, не сдаваясь, блядь, в это ебучее, блядь, беженство, чисто тупо едешь куда нужно, на работу. Или ты сдаешься, и у тебя есть конкретные аргументы, по которым ты получаешь какую-то там конкретные документы. Вот и все. Если у тебя ни того, ни того, ни того нету, тупо, значит, надо ехать, блядь, работать. Вот только так. А Россия барып эшлеу, я считаю это, и всегда я считал это, блин, и что это помогать узкожопым, помогать узкожопым поднимать ихнюю, блядь, страну под названием Москва. Не больше. Регионы, хуегоны, вы нихуя не помогаете. Регионы какие были нищие, такие они и есть. От того, что вы приехали, уехали там, блядь, от этого ничего не изменилось.
Все бабло только сосет Москва. Вот и все. Исходя от этого, я сегодня назвал тему эфира 1552 год, потому что на днях мне опять кто-то кидает там, напоминает, что 15 октября, как и в прошлом году и до этого, как говорится, падение Казани, наша, так сказать, печальная дата, как говорится, разлом эпохи и уничтожение, геноцид моего, так сказать, татарского народа. Вот. Менің бір қонымны, так сказать, өзбекше скажу, пачақлаған ұрысларына Иван Грозный сыны шул теге нәрсе деген теге безне үтергән көн дип шулайрак әйтик. После этого, конечно, само собой и Башкортостан упал, и Татарстан, ну, все в одном флаконе. Исходя от этого, что я хочу сказать? Вспоминая, чуть-чуть я сегодня посмотрел новости, с утра трындят. Потом сейчас тоже посмотрел 13 сегодня. Типа, блядь, Трамп этот, блядь, пидорас, что-то сделал там с Израилем, блядь, и типа с Хамасом что-то закончилось. Ну, это как-то вот запоминающий, пусть будет эфир такой. Там, блядь, какая-то хуйня остановилась. Вроде бы 3 года, блядь, войны. 15 будет как бы, так сказать, вспоминание нашего геноцида татарского народа. И еще, конечно, незаконченная ебучая эта война, блядь, Майдан Украины. Вот все вот в одной, блядь, каше, так сказать. Исходя от этого, блядь, безне, по сути, Палестина, да, нәрсеке біз үшін тоже как бы это принципиальная вещь, да, ведь, но самое принципиальное, я считаю, это Украина с Россией. Почему? Потому что оно не косвенно нас задевает, как Палестина, а прямолинейно. От этой ебучей войны зависит все то, что мы и говорим. И вот я бы хотел бы, наверное, озвучить такой момент. Сегодня 13 число, уже на 14 перейдем через 11 минут. Будет 12 и будет уже 14, да, ведь, октября. Озвучить такой момент, чтобы у нас тоже вот этот праздник победы Украины побыстрее произошла. Именно победа. Почему? Потому что нам не интересно вот это перемирие. Почему? Потому что перемирие, оно нам нахуй ничего не даст. Перемирие это даст только, опять-таки, как Башкортостан и Татарстан, Дагестан, Ичкерия и так далее, как были в рабстве, так и она останется в рабстве. От этого нихуя ничего не изменится. Бізге шунарға обязательно нужна победа Украины. Похуй, блядь, там, что происходит, блядь, понятно, мы уже поняли за все вот это лето, я понял, что конкретно уже и людям начало доходить, и сами украинцы начали снимать, да, ведь, как этих ебучих, блядь, своих волосами, блядь, понаезжали, блядь, евреи, блядь, в Украину. И как бы орудуют, так сказать, ихними территориями. Исходя от этого, конкретно уже было это ясно. Вначале я и тоже не понимал этого, что зачистка идет украинского народа и наших людей внутри России, и здесь, чтобы заселить туда этих ебучих яхудов. Вот и все. Вот и все. От этого и вся басня Крылова, блядь, ясна. Для чего это была война, для чего это все делалось. А мы все кричим там на Москву, блядь. Да тут нахуй никто на Москву не собирается даже идти, понимаете? Все, преграда это Украина. Дальше Украина никто не рыпнется. Рыпнуться только могут мы. Только можем мы, подобие нас, люди, которые хотят независимости. А для этого, как я и говорил, блядь, всегда, чтобы мы рыпнулись, бізге ақша керек. Больше бір нәрсе керек ме? Мен бір әйберне генә аңладым, блядь, когда со времен, блядь, Кашапову я задавал вопрос, да ведь, пару лет назад, или в прошлом году, позапрошлом году, когда там вопросы шли, я говорил, блядь, где деньги, нахуй? Как там, Герасимов, блядь,
Где деньги, блядь, нахуй, как это, блядь, Пригожин, блядь, где деньги, ебаные, блядь, Кашапов, блядь, где деньги? И шумерданцам можно понимать, что денег нету. Денег нету, блядь. Как всегда я озвучиваю, на одну пулю даже у нас нету денег. А без денег мы не то, что там войти в Украину, мы даже через свой Куандыкский коридор не можем пройти. Понимаете смысл? И потом за все вот этот весь промежуток времени, что произошло там с Азербайджаном, что-то там, блядь, переполох, там, что-то, короче, то, все, пятое, десятое, потом там кто-то поможет. Если помните, в прошлом году, позапрошлом, прошлом именно году я вам говорил, напоминаю еще раз, сентябрь, октябрь, месяц какой-то там, в каком году, блядь, Эрдоган сказал, блядь, что все, он войдет, блядь, в Израиль. Год прошел этим словам. Нихуя беркем кирганы юганда, куттакта кирганы юганда, кем кирданда, беркем кирганы юг. Сколько кораблей шли отсюда, каферы, вот эти крестоносцы, шли отсюда, туда везли еду. Понимаете смысл? А Эрдоган зашел? Не зашел. Поэтому вот эти уже смс-ки, ответы какие-то комментарии, порой уже они до такой степени тошнотворны, что Туран, Эрдоган, это все дичь. Понимаете, вы поняли это или нет за вот этот год, который я вам трезвонил? С 1552 года Турция не помогала Казанскому ханству, Астрахани, Крымскому ханству, не помогала. Они разъебались в пух и прах. 500 лет грубо будет. 475 лет дип хсабна алайлик. 475 лет прошло, блядь. 4 и 7. Это получается грубо 5 людей. Блядь, даже 5 нельзя сказать. Это, блядь, 6 людей, грубо говоря, 6 наших стариков, предков уже умерло. 6, грубо говоря. Нельзя там 450 лет сказать, что это 4 века. Нет, нам нужно считать, что 6 наших стариков уже умерли, чтобы наша независимость появилась бы. Нет, 6. Мы уже 7-е поколение. Грубо говоря, 7-е люди мы пойдем. Точнее, наши отцы 7, мы 8-е. Понимаете, мы 8-е. Әлі де Татарстан белән Башкортстан мустақил түгел. Әлі де олар в рабстве русни. Где тут, блядь, эрдогановская армия? Ни хрена нету. Где Туран? Ни хрена нету. Ничего нету. Только бздят ла-ла-ла-ла-ла. И все, это ла-ля-ля. Мы тоже могу. Вот я вам ля-ля-ля. Год уже твержу. Я вам по сути хоть ля-ля-ля делаю. А они-то что? 400 ming armiya qo'linda, 400 ming armiya kishi bilan qani, nimaga duh yo'q? Nimaga meni bir o'zimda duhim bor? Alhamdulillah. Uni 400 ming armiyasi bilan Erdogan утрамына шла, jimjit утрамына шла. Смысл сидеть? Где 400 тысяч армия человек? И где от силы, может, я не знаю, в Украине 400 тысяч армии или сколько? Я не верю в Украине, чтобы 400 тысяч армии было. В Украине, может, 200-300 тысяч, может, я не знаю, чтобы бах и 400 там. Да там, может, 400 поздыхало уже. Понимаете? Исходя от этого, там Орда идет, там, грубо говоря, 1 миллион на Украину, а Украина может, допустим, 300 тысяч всего лишь армии. Поэтому вот вам война. Ладно, спасает Украину только дроны. Это дроны, допустим,
500 тысяч, может, у них дронов, допустим, уже взлетело 1000 раз в сторону России. Ну, толка-то нету. Толка нету. Почему? Потому что у наших манкуртов, так сказать, много еще людей. Наши манкурты еще много, как говорится, которые хотят идти подыхать. Шуларға, дуслар, бізге помощь где-то ждать нет смысла. Помощь, с одной стороны, с казахами я тут один момент соглашаюсь, что вы, говорит, встаньте, казахи нам пишут, да, ведь казахи говорят, вы встаньте, потом мы вас поддержим. Вот именно. Где мы? Где мы? Мы где? Понимаете? Нас нету. Где мы? Вот этот я момент не могу понять. По пути этого времени, допустим, с мая взять и до сегодняшний день, столько я негативщиков встретил здесь, при мне, там, лоб в лоб, глаз в глаз разговаривал. Вот на днях тоже одним, короче, так сказать, как он такое выражение сказал, кутабашем. Общался с одним кутабашем, который возомнил себя хуй поймешь кем. Сам говорит, я узбек. Сам говорит, потом, блядь, у меня в крови, говорит, казахская кровь есть, говорит, чеченская кровь есть, говорит. Я, ну, вот с таким вот кутакбашем, как говорится, мне пришлось пожить 2 дня. И мы, само собой, не пришли к, так сказать, общему мнению. Почему? Потому что человек, так сказать, на 2 года младше меня пытается учить мне жизни. Но сам, когда я ему вопрос задаю, как тебе вот независимость Казахстана, независимость того всего, а мне, говорит, ничего не надо. Ему ничего не надо, понимаете? Вот таких ублюдков я дохуя встретил, блядь. Им ничего не надо. Понимаете смысл? Исходя от этого, если человек в независимой стране об этом говорит, о чем нам говорить? Я это беру примером. Я то, что каждый момент со мной что происходило, я, альхамдулилля, писал сюда, я когда-нибудь это будет тема эфира, или там внутри эфира будет проговорено. Я все пытаюсь, потихоньку буду вспоминать все. Исходя от этого, и таких я до хрена встретил. Люди манкурты, даже слово манкурт не знают, что такое. Он задает мне вопрос, манкурт, что такое? Я говорю, манкурт это ты, ублюдок. Ты манкурт. И он не понимает, ему надо расчленить это слово, чтобы он понял. Ясное дело, что пусть с ним я ненавижу читать книги, блядь, но он вообще даун, значит, что этот человек, который не знает слова манкурт. Это до такой степени далекий человек от новостей, далекий человек от всего, что происходит в мире, и в его глазах всего лишь деньги, деньги. Он бегает за деньгами, курит анашу, блядь, обухивает нахуй. Вот его жизнь. Вот его жизнь, блядь. Такие нам нахуй не нужны. Вот такие уже люди Башқұртстан белән Татарстанда үлеп беттеләр бит инде. Канчасы китеп сугышта үлделәр. Безгә алардан нәрсә файда күрдек без? Көндә только күрәбез. Моны Кутакбаш үлгән, моны Кутакбаш үлгән, үлгән. Үлгәннән башка бер труптан башка бер нәрсә күргәнебез юк без. Берәр толыклай бер без күрдекме шул 5 ай эчендә, допустим, даже пока я отсутствовал. 5 ай эчендә я вам до этого в каком-то эфире говорил. Кто-нибудь вышел новенький, который бы озвучивал бы подобие нас, подобие Габасова, хуй с ним, подобие Кашапова. Есть кто-нибудь? Нет. Исходя от этого, меня постоянно мне написывает Фарид Закиев. Фарид Закиев тоже, оказывается, каким-то образом, не знаю, приперся сюда, в Париж. Он где-то тут в Париже, оказывается. И меня yazып жіберген плакат белән чыгыгыз дип. Мин бит инде плакат белән йөри торган малай түгел дә инде, мин 100 мәртә әйттем, мне нахуй это нужно. От этого плаката толка нету. Я лучше проведу вон пару часов, 10 часов, если время мне дадут провести эфир, я проведу лучше эфир. Зачем мне это нахрен плакат стоять как идиот где-то? Что я добьюсь один с этим плакатом? Ничего. Кому ты показываешь этот плакат? Кому? Если я часами пытаюсь добиться
положение наших земляков, Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, чтобы они чуть-чуть очнулись, чтобы, блядь, посмотреть хотя бы 5 минут моего эфира или там распространить мой эфир, сказать, блядь, человек топит за независимость, блядь, давайте мы его поддержим. Нихуя. А у плакат нәрсе мне даст. У плакат нас с курдыгызда, ну вот, какой-то черт вышел там возле Эйфелевой башни и стоит с плакатом. Свобода башкортам, свобода татарам. Ну и чё, меня прочитали, сфоткали меня. И что? Что дает оно, блядь? Что? Шумарга, туганнар, блясін, вот самое обидное, что в нашей жизни, вот я сегодня пару роликов вам закидывал в ТикТок, тиктоковцы знают, видели, наверное. Самое обидное, что мы за границей не защищены никем, ничем. Правительство наше, само собой, продажное, если даже есть тут, ну нету здесь, блядь. Вы где-нибудь видели башкирское правительство за рубежом во Франции? Нихуя нет такого. Узбекистанка может быть есть, Казахстанка может есть, но Башкортостана, Татарстанка нету такого. Нет такой хуйни, понимаете? Поэтому я всегда вам говорю, давайте, туганлар, объединяться. Давайте, чтобы за границей каждый, кто меня увидит и услышит, объединяться давайте будем. Не надо, блядь, пиздеть на русском. Не надо, блядь, всаживаться в эти узкожопые сайты, блядь. Сидеть там, скрываться своим каким-то, блядь, джамшутовским именем, блядь. Сидеть в русских сайтах и говорить то, что кукратка сугуб, мин урус, блядь. Ты урус тугл сен, блядь. Сен урус тугл, блядь. Шуну аңна, блядь. Meni atti basharam qora, men urusman endi, yo parasata, блядь. Men urus tugel, блядь, Аллах сaqlasin, чтобы men урус bo'lgan. Поэтому вы поймите одну вещь. Самое главное в наших вот этих действиях, да, ведь, блядь, поддержка друг друга. И я напомню это через религию. Если мы не будем поддерживать друг друга вот таким образом, как, ну, в трудные моменты, в трудные, в тяжелые моменты, ты, блядь, что ты ответишь там, на том свете? Что ты ответишь? Ты скажешь, блядь, я жил в Париже, но я был крысой и не мог помочь, блядь, другим своим землякам. А почему? А потому что я сидел, блядь, в узкожопом сайте и скрывался, блядь. Я был крысой, блядь. Но я имел доступ к работе, я имел доступ к каким-то действиям, блядь. Но я мог помочь этому Джамшуту Равшану, блядь, из пизды Кукуева там, из Башкортостана или из Татарстана. Но я не помогал. Вот так он будет отвечать, я представляю его, блядь, на том свете. Он будет так отвечать, когда ему вопрос зададут. Примерно такого роли, я так думаю. Не говоря о том, что нам какие вопросы будут задавать. Вопрос такой, да? Что ты сделал за свободу Палестины? Допустим. Мы что сделали? Ничего не могли сделать. А что вы сделали за свободу Украины? Тоже нихуя мы ничего не можем сделать. Понимаете? Вот такие вопросы будут. Просто вопросы, на которые мы не найдем ответ. А Аллах Та'аля знает то, что у нас внутри, ответ какой. Он знает. Он лучший экзаменатор. Понимаете? Их там экзамены, как говорится, мы провалим. Каждую секунду провалим. За секунду провалим все экзамены. Поэтому, думая о том, что мы проживем друг друга больше, чем надо, вот интересно, да, ведь друг друга больше, чем надо проживем, и в тот же момент не поможем, я думаю, не знаю, блядь, допустим, такое вот происходит, блядь, в жизни, вот, я пример, почему я этот пример такой дурацкий привожу? Инцидент вот был пару дней назад здесь. Я встретил человека, приведу опять этот вот идиотский пример. Встретил человека, ну как встретил человека? Не встретил. Человек написал мне в Facebook, сказал, что, блядь, ну, салам, окей. Он сказал, ну что там, ты снял, не снял жилье, короче. И как-то, блядь, написал не тем людям, которые сдают, а мне. Я говорю, ну, салям, короче. И я говорю, да, я снял, короче, жилье туда-сюда.
Он говорит, а есть там что-нибудь место? Я говорю, ну есть, давай, подкатывай туда-сюда. Но я, блядь, от души это сказал. Ну, сказал перед этим. Я чувствовал, что, чтобы не накосячить тут. Да ведь опять-таки. Я сказал, вот телефон номер хозяина. Или ты свой дай, блядь, или что. Я говорю, спрошу, вы перепиздите вместе, потом уже можешь приезжать. Они поговорили, он уже едет. Уже он ехал, короче. В итоге человек приехал, пожил 2 дня, и за 2 дня мы реально с ним подцапались. Почему? Потому что первый день было конкретно ему сказано не бухать и всякую хуйню не страдать. Он с первого-второго дня уже эти дела сделал и начал быковать. Человек быкует, блядь. С какого-то ебаного Джамбула, что ли, он, блядь, нахуй. С Казахстана, короче. Кутахбаш, короче. Исходя от этого, блядь, этот бычара пытается на меня еще быковать, блядь. Я просто в ахуе был. Вот в этой ебучей комнате мы чуть не подрались, блядь. К этому пришло момент. И он, как недавно, блядь, был тоже инцидент с одним, блядь, долбоебом. Такая же хрень была. Я всегда пытаюсь уладить отношения любые, когда конфликты выходят, словами, спокойствие, спокойствие. Почему? Потому что ради Аллаха не драться. Потому что он тоже какой-то, пусть ебаный в рот нахуй, мусульманин, этнический. Я не скажу, что он мусульманин, блядь. Этнически я буду говорить, потому что я не видел, что он намаз читает. Исходя от этого, я фишку, почему я этот пример привожу? Привожу к тому, что, блядь, кишиге от души ярдәм бирәсең, а ул, блядь, ашаган табаңа тыша дигән сүз менә шул булып чыга ул, блядь. Менә шул булып чыга ул. Ашаган табаңа тышасың, блядь. Кутакка син напросился монда килергә, и еще син нәрсәдер миңа өйрәтергә уйлыйсың, блядь. Когда уже слова к этому пришли, мне пришлось это сказать. Мин әйттем, блядь. Мин бит сине чакырдым монда. И миңа һәммә яманлык миңгәме дидем. Бөтен әйбер миңа, нахуя ты на меня наезжаешь, я не могу понять, блядь. И в итоге, короче, он начал оправдываться, что-то. Но мне самое позорное стало то, что человек, который, ну так сказать, можно даже сказать, прямо сказать, далек, как говорится, от религии, от Аллаха я не могу так сказать, от религии далек человек, пытается меня унизить насчет религии. Меня вот это убило, короче. Поэтому, исходя от этого, туганлар, давайте не будем чмырить друг друга. Давайте поддерживать в любом состоянии друг друга. В любом состоянии и приводить, так сказать, доводы к этому, да ведь? И не будем забывать о субординации. Вот этот парень забыл о субординации. Вот это слово я потом вспомнил. Я хотел ему сказать это слово, но я ему объяснил по-другому. Мен айттым по-узбекски. Я же с Андижана родом. У нас нет такого блядства. Вот сколько я себя помню, но такое блядство это перебор. Я ему пытался субординацию слова объяснить рамкадан чыкма дедім мен примерно. Не выходи из рамок дедім. Вот это слово субординация я забыл, прикиньте. Вот субординация, дистанция, примерно я ему говорю, дистанцию держи, дистанцию. И он попутал рамсы вообще рамсы попутал. И что я заметил? Сам говорит, я узбек, но, блядь, узбекский у него, блядь, сука, у первоклашки, наверное, лучше, блядь, нахуй будет русский у узбека, чем у него узбекский, нахуй. Человеку 38 лет. У него узбекский, блядь, меня стошнило от его узбекского, нахуй. Я не знаю, в Казахстане все так по-узбекски говорят, я не знаю. Вообще, говно, нахуй. Он язык сделал говном, блядь, узбекский, блядь.
Исходя от этого, у него русский, блядь, лучше, чем у русского, блядь. Без акцента. Я в ахуе, блядь, от него был. Но сам твердит, что он узбек, блядь. Меня взбесило этот момент. Потом мне дошло потихоньку, все-таки вот это и есть, оказывается, почему он мне говорит, у меня такая кровь есть, говорит, 3 крови. Исходя от этого, я понял, что, блядь, у него явно 3 крови есть, но он точно не узбек, блядь. И больше, мне кажется, он чечен был, блядь. Как те таджики, которые, блядь, ублюдочные и бухарские, которые мы говорили, мы узбеки, блядь, а сами таджики, блядь, со своим ебучим акцентом таджикским, блядь. И вот, исходя от этого, это тоже был какой-то подкидыш, нахуй, чеченский, блядь. Исходя от этого, я понял, блядь, там в Казахстане тоже смесь бульдога с носорогом, кто кого ебал, непонятно, блядь. И вот такие уроды, блядь, появляются на земле, блядь, и мозга мне еще будут ебать здесь. Короче говоря, может это как-то выглядит как бы за спиной говорю. Нет, мы в лоб поговорили уже как бы, да, не в этом дело. Дело в том, что это пример Парижа, как встретились как бы земляки, если его понимать можно как узбека. Я узбекистанский узбек, наполовину татар-башкирт, а он казахстанский узбек, казах, чечен. Встретились, грубо говоря, азиаты и не смогли найти общий язык. И тут возникает вопрос. Почему я могу найти общий язык с другими нациями, а вот такие люди не могут найти язык со своими нациями? Почему? Ну, тут есть явный ответ. Кибер. Кибер, как мы знаем, это высокомерие. Человек, который не богобоязненный, у него зашкаливает всегда высокомерие. Но у богобоязненного тоже есть высокомерие. Но он его держит до последнего. До последнего. И когда его уже прижимают, но он уже должен пизды дать. Но он до конца держится и не вытаскивает. Он держит вот этот навс свой, высокомерие. Но вот такие вот ублюдки не могут держать свой навс в узде. И у них высокомерие выплескивается нахуй в твой адрес. И получается вот такая канитель. Исходя от этого, я к чему? Возвращаясь к тому вопросу, что почему украинцы кинули меня. Кинули меня почему? Потому что я здесь один. Потому что у меня за спиной нет братьев. У меня нет никого. Я один. Ну, да хуя здесь узбеков. В Париже, блядь, во Франции. А почему нас кидают, а где-то не слышал, чтобы украинцев кинули, русских кинули? Где-нибудь кто-нибудь слышал? Нет. Молдаван кинули, где-нибудь кто-нибудь слышал? Я не слышал. Почему? А потому что они друг друга поддерживают. А мы, как мусульмане, нихуя друг друга не поддерживаем. Нихуя. После этого что мы хотим добиться? Почему эти примеры жизненные так важны? Почему? Потому что независимость от этого зависит. Почему мы независимы? Не независимы до сих пор от Москвы. Потому что мы не можем поддержать друг друга. Башкирт татар белән огрызаются. Казахстан, Татарстан, Узбекистан тоже общего языка нету нихуя. Это мы просто, люди, можем общий язык найти. А власти нет. Во власти нет. Значит, к чему я? Время пришло к тому, что, блядь, мы не должны ждать Турана. Мы не должны ждать всяких Эрдоганов, нахуй. Хуев всяких, блядь. Понимаете? Мы не должны никого ждать. Мы должны тупо сейчас брать инициативу в свои руки, создавать свои армии, свое вооружение, свои какие-то боеприпасы и идти на Москву. Не надо нам ждать кого-то, блядь. Кого мы ждем, блядь?
пройдя вот этот, блядь, школу испытания, вот этот, не зря, наверное, я вышел на этот путь, вот это лето, так сказать, я прошел огонь и воду десе де былай инде, Аллага шүкір, тірі мен барып қайттым енді, дүние көріп. Путешествие узанатыщим, блядь. Хорошо не на верблюдах, а на велосипеде. Я понял одну вещь, что назад пути нету. Только уничтожение Москвы приведет к возвращению подобия меня людей. Сколько людей сгинуло, блядь, из России? 1, 2 миллиона. Сколько людей хотят вернуться домой? Вот поэтому мы должны сразиться, блядь, с Москвой, блядь. Не рано или поздно, а рано. Сейчас, при нашей жизни. Өліп кетсәгем, аузына кутағым, блядь. Ульсак, колсак, блядь, уже неинтересно ничего, знаете? Наверное, Аллах Та'аля меня закалял в этой теме, блядь. Мне уже все похуй стало, блядь. Как кто-то мне недавно что-то сказал. У меня, говорит, сын, блядь, типа, на рожон не хочет лезть. У него сын, оказывается. Мені балам жоқ ма? Мені балаларым жоқ ма? Сіздің балаларыңыз жоқ ма? Понимаете, какое сравнение идет? Если бы Салават Юлаев говорил бы, у меня сын, у меня родственники, я думаю, он не был бы Салават Юлаевым. Как вам такой пример конкретный? Нормальный воин никогда не скажет, что у меня дома кто-то есть. Базара нет, у тебя дома есть кто-то, но у тебя есть еще твоя родина. Где твой дом, блядь? Вот там, где твой дом, там твоя семья. Но твой дом захвачен, как сейчас Украина захватывается. И где ты должен быть, блядь? За границей, что ли? Как мы сидим сейчас за границей, ждем, хуй знает, что ждем, блядь. Шуларға мен 100 айттым, блядь, туғанлар. Давайте будем искать пути Башкортостана, Татарстанга ничек вооружаться. Давайте, я сказал, собирать отряды. Давайте собирать войска на территории Украины и так далее. Я это твержу вам больше года. Почему у нас это не происходит? Почему мы должны где-то там скитаться, проводить какие-то жизненные моменты, и в этот промежуток времени у нас ничего не меняется. Вот потерялся человек, не ведет эфиры, об этом вам не доносит, там ничего не стоит, не двигается бір нәрсәдә. Кузгалганы юк, бір нәрсә урынында тора бөтенләй бер. Габбасов нәрсәләрдә сөйләгән, әле бөтенесен ишетеп беткәнем юк. Там Ишмурат хәзрәт нәрсәдер сөйли. Это так, наших башкортстанцев, говорю я. Кашаповларны ишеткәнем дә юк, нахуй они мне не нужны, блядь. Вот и все. И что? Полный хаос. Поэтому у нас, знаете, вот размышляя об этом, я думаю, да, у нас, мне кажется, вот тупо, вот если так подумать, никто не хочет на Москву идти. Вот я так подозреваю. Менің кебек кішілер мен юқ шекеллек. Мына Мәскәүгә давай сугышырга барасыңмы дигән кеше юк шекеллек. Мына мин әзермен. Мин әзер, Аллага шөкер, мин әзермен. Мин иртәгә чыгып китергә могу, хәзер чыгып китергә миңа похуй, мин хәзер чыгып китергә могу. Вон на велик свой сел и поехал. Ни тачки у меня нет, ничего нет. У меня есть велосипед. Альхамдулилля. Сел и поехал. Доеду ли я один на Москву? Вопрос. Поэтому мы, знаете, как зациклены в том, чтобы, наверное, собрать какое-то там богатство там или что-то в этом роде. Да, каждому хочется что-то добиться в жизни. Оставить там своим, так сказать, детям и так далее. Понятно. Но
в разрухе и в независимом Башкортостане и Татарстане это нереально. Мен көп ойлаймын. Менің туғандар последнее время айталар. Қазір уже соғышқа алмайлар бізде. Қойды дейілер менге. Қоя қойтасың. Башқұртстанға ма? Башқұртстанға қойтып, допустим, рано или поздно где-нибудь моя рожа высветится. О чем я говорю? Как вы думаете, что со мной будет? Потом онда ғұмыр отырғанмы Салават Юлаев кебек, как Алсыновлар нәрсе отыралар ма екен? Оларна да хабары жоқ, ешіткенде жоқ. Понимаете? Вот таких же до хрена, сидячих до хрена. Вот сегодня только услышал, что до хрена сидячих политзаключенных в Башкортостане, Татарстанда. Не говоря о том, что по всей России кто только не сидит. Пусть даже и русские сидят, все сидят. Как можно в такую сраную страну возвращаться, я не могу понять, не дорешав вопрос. Нас же учили с детства. Открыл вопрос. Начал дело. Доделывай. Значит, нам надо возвращаться с результатом. А то мында нәрсе эшләп йөрибез, без мында нема кылыйбыз? Что мы здесь делаем? Если мы встали на этот путь, мы поняли, что мобилизация это плохо, уничтожили наших знакомых, родственников, сколько людей умерло. Смысл? Теперь из-за этого потом, я представляю вот этот момент иногда. Сейчас заканчивается война, как в Сирии остановили, потом Израиль остановили, сейчас в Украине тоже остановят. Потому что это же евреи рулят. Они скажут, так, норма 500 тысяч сдохло в Украине. Ну, нормально. В России 1 миллион. Ага, окей, 1 миллион сдохло. Все, хватит. Потом через лет 5-10 опять начнем в какой-нибудь другой стране, допустим, в Азербайджане или там, хуй знает, где-нибудь еще начнем, там тоже грохнем еще лям, 2, 1,5. И потом что-то будет. Вот примерно вот такая позиция. Теперь вопрос. Мы вернемся. Да? Хазар видно службы-то. Все, да ведь? Все возвращаются, герои, не герои, похуй, возвращаются в Россию, Украина себя приходит. А мы-то что будем делать? Мы вернемся как у разбитого корыта, в разбитое корыто мы вернемся. Мы, которые топим за независимость Башкортостана, мы вернемся. Ладно, нас хуй с ним не посадят. Мы вернемся. Что мы там будем делать? Вопрос. Я же только не за себя говорю. Таких, как я надеюсь, много нас. Онда қайтып нәрсе эшлейбез біз. YouTube мына шуны. YouTube дальше яшейбіз бе? Я вот это не могу понять. Мы проглотим это и будем просто жить. Там будет донашивать, так сказать, последний свой ботинок Путин. Лет 100 ему будет, он будет подыхать где-то там. А мы проглотим это и будем дальше жить и ездить на Москву работать. Потому что Башкортостан также будет нищим. И мы будем ездить в Москву, кормить Москву. Я не могу представить это. Эти мысли у меня появились, проявлялись все это время. Видя мир, видя страны, несколько стран, сравнивая эти страны, я понял, что на самом деле, біздің Башқұртстанда не 100 раз, а миллиард раз лучше оказывается. Миллиард раз. И это говорит вам человек, который 2-й раз заехал в Европу и говорит об этом вот воочию, вот в открытую я вам это говорю. Біздің Башқұртстанда миллиард раз лучше. Даже могу сказать, Узбекистанда лучше, чем где я был там. Где я был там,
в этот момент даже сравнить Узбекистан, да, лучше рак, чем где я был. Ну, Францию нельзя так сказать, но имеется в виду те страны, где я был, лучше в Узбекистане, чем я где был. А Башкортостан миллиард раз лучше всех остальных стран, блядь, вместе взятых с Францией. Вот в таком виде сейчас в таком виде. Теперь представьте, когда у нас будет независимость, как будет Башкортостан, понимаете? Поэтому кишиге нәрсе кирәк? Кишиге әпәй, су, ит демеймін мен. Әпәй, су булса да ярый икән. Кеше үлмәй икән. Понимаете? Поэтому Башкортостанда хлеб и вода точно найдется. И как бы его по миру искать не надо. Всего лишь нужно, оказывается, нам взять в руки оружие и пойти на Москву, порешать дела по-мужски, понимаете? Другого варианта нет у нас. А искать какую-то, блядь, какую-то жизнь непонятную за границей, это дебилизм, блядь. Это полный дебилизм. Вы скажете, давайте вот эту сторону еще обсудим. Потому что сейчас хейтеры пойдут, мозга, которые ебать любят. Мандыяла бар еще. А тогда аузыңны ябып, сейчас, тихо, тикток хочет. Мындай хейтерларға жауап тоже беріп қоямын. Допустим, это максимально, если вариант будет, распространите. Ютубта да бара бұл, Ютубта да бара, тикток с кем тоже говорю. Ютуб надо максимально распространить, потому что в тиктоке видео сохранится, я его не смогу вытащить. А в ютубе останется. Вопрос будет такой. Вот ты сейчас это сказал, а тогда аузыңны ябып, үйіңді неме отырмадың дегендер бұларға может менге. Күтіңе жауап бере алмасаң, немеге үйде отырмадың, иннеместен үйде отыра алыш керек еді. Оларға да жауабым бар. Үйде отырдым. Но момент, когда стоит такой вопрос, или тебя заберут, или не заберут, ты же не можешь играть в этот момент покер или карты, я не знаю, как это назвать. Ты не можешь гадать. И поэтому лучше же, пока есть вариант, выйти нужно. А потом уже думать. А если бы я внутри остался бы, значит, я тоже был бы человеком, сглотнувшимся этого. Сглотнул и тихо, молча сидел бы. Как кто-то мне советовал, помню, много людей таких, не только. Надо было, говорит, уехать в Башкортостан, я же в Москве был, и где-нибудь там заныкаться какой-то деревне задрыпанной на даче у кого-нибудь. И там бы жил бы, говорит. Окей. Жил бы я там, так сказать, бичевал бы, наверное. Потому что, выйдешь, работать надо. Не выйдешь, сдохнешь. Я не знаю. Вот как-то так, да? Допустим, этот вариант мне подкидывали. И что? Это не жизнь. Во-первых, надо прятаться. Во-вторых, молчать. Толк-то нету. Значит, исходя от этого, значит, шул вакытта меня Аллах Таалям дает решение выйти и через какое-то время
И это может не я даже в такое движение пришел. И как бы, да, ведь подтолкнул меня, наверное, Аллах Таалям идти к этому делу. Я не могу сказать, что это я, может, к этому движению пришел сам лично. И он привел меня к такому моменту, чтобы я это говорил вам всем, что причина создана где-то, и эту причину, получается, дали мне, и я должен продолжить это. Исходя от этого, я доношу людям, что наша независимость нужна. Да, до меня люди были, Кашапов, Габбасов и так далее, уже были предводители этого. Мы не можем этого отрицать, что не было. Но вот этот момент, то, что я увидел в них, я увидел вообще, что творится в мобилизации. Знакомые, друзья у меня там, Ульделяр. Я понял, здесь нет времени молчать. Что-то должен делать я. Поэтому, видя вот этот весь процесс жизненный, понял я одну хрень, что нам нужно увеличиваться. То, что я один говорю, это говорю. Теперь нам нужно что-то делать, реализовать поставленные цели. Потому что Путин сдохнет. После него Россия не развалится. Понимаете? Потому что кукловоды, одни не бывают. Их много. Бір кукла өлгеннен соң екінші кукланы алып қоялар, да и дальше идет действие. От этого никто, никогда государство не потеряется. Если помните, так вот, это в фильмах порой иногда нужные моменты показывают людям в фильмах. «Побег из тюрьмы», Скофилд. Помните, фильм был такой? Кто смотрел, я не знаю. Не русский побег из тюрьмы, а побег 1, побег 2, побег 3. Многосерийный фильм, Скофилд, вот этот как-то математик, который своего брата хочет вытащить из тюрьмы. Он садится, потом оттуда его пытается вытащить, землю ковыряют. А кто его засунул-то их туда? Кто старшего засунул? Мать! Мать работала в правительстве. Я, когда его досмотрел, этот фильм, я охренел. Исходя от этого, система на Земле вообще, она, так сказать, это все знают, блядь, сосредоточена держать нас вот так и уничтожать. Поэтому Башкортостан менен Татарстан ул гомерде система болмаган. Это были просто кочевые племена, кочевые люди. Это не было системой. И над ними никто не рулил. Бош бермей тұрған кішілер болған біз. Почему менің характерда шу бар, мен бош бере алмаймын кімгедір. Мені буйсындырырға ойлайлар, блядь, буйсындыра алмайлар. Миымны сігірге ойлайлар, миымны да сіге алмайлар, блядь. Кинуть могут, вот, а концовки только вот, как эти. Кинули меня, могут кинуть всего лишь. Но буйсындыра алмайлар. Потому что біздің қоғамда бар буйсынмау. Біз буйсынмайбыз, ғұмырда буйсынмайбыз. Но маңқұртлар біздің
буйсынуына алганлар как козырь, чтобы жить. А вот который буйсынмый, вот всегда я думал, буйсынмый, что за слово буйсынмый? Буй сын мой, буй сын мой. Вот я так его примерно начал озвучивать, как бы сын мой, буй сын мой. Как бы шея не ломается. Так же переводится, да, ведь? А если так подумать, как бы буй сын мой, это типа несклоняемый, неподчиняемый, трудно подчиняемый, да вообще не подчиняемый. Буйсынмый тұрған. Шуларға біздің буйсынмый тұрғанларыбызға игътибар. Бізге басырға керек, туғандар. Бізге урыс патшасы бізге бір кім түгел. Понимаете, нашим, не то что Салават Юлаева, нашим предкам никто не был хозяином. Понимаете, почему мы придумали себе хозяина русских? Почему у нас хозяева русские? Я не могу понять вот этого, блядь. Самое интересное, блядь, мы говорим русские, да, ведь самое интересное, а русской нации же нету, как к этому моменту я добавлю, да, мы же 1000 раз это обсуждали уже. Этой нации-то нету. Какого хрена мы юг нации буйсынабыз? Ну, кстати, не могу понять. В каждой этой русской нации хрен знает, кто сидит в национальности. Он сам, блядь, по сути, не русский может там. И мы подчиняемся. Хрен знает кому, блядь. Шайтанам. Я думаю, все-таки мы до такой степени одичали от своих предков, так сказать, да, ведь мы заманкуртились до такой степени, что мы не помним своих сил, какие мы были, какие мы вообще в прошлом, наши предки были, мы об этом не знаем. И на нашу моментларно нам нужно как-то вспомнить, я думаю, как-то понять это, да, а мы тупые, что ли? Я не могу понять, блин. Почему мы не можем вот этот сломать себя, сказать, все, мы как бы, блядь, проснулись, мы спали, мы были дураками, давайте все, встаем. В чем проблема? Вот такая вот ситуация, Дуслар. Поэтому я считаю, что это нужно как-то наладить не в одном движении, да, это не в одном таком резком понимании того, что там посмотрели меня и сразу чук. Нет, бізге нужно именно понять, какого хрена мы такие стали. Где прошел переломный момент. Сіз ойламаңыз, мен сізді үйретем деп әлі нәрсеге етіп, жоқ. Менің туғанларым да шундай маңқұрттар. Я это понял. Если менің туғанларым нормальный болса, я бы, наверное, в таких скитаниях не ходил бы. Понимаете? Мен өзім, бір өзім күрішім. Теперь туғанлар турында сөйлейбіз. Я с вами час уже, да, ведь? Вот давайте второй эфир проведем, так сказать, второй час эфира проведем в откровениях. Я какую-то часть чего-то там, что произошло со мной, рассказал. Теперь будем рассказывать про Узбекистан. Почему я Узбекистан всегда добавлял в своих темах, и всегда мне писали комментарии, сен нахрен Узбекистанны кушасың, или определись Башқұртстанға, Татарстанға. Мен bütün дәулетлерге, как говорится, по сути, по своей крови имею право, наверное, что-то говорить, да, менде 3 қан. Это доказательно, я думаю. Қазақ қаны ғана жоқ, білмеймін. Туғандар бардыр, но менде жоқ ондай қан. Теперь расскажу о более таких моментах, почему я всегда сопоставляю Узбекистан так близко
Не то, что там, что мен узбекмен, понятно. Но сопоставлял я всегда его из-за одного человека. И на днях был разговор. Пока я с этим человеком не могу связаться, но как-то из прошлого я помню как-то не так уж отношения. И сейчас недавно были кое-какие отношения с двоюродным братишкой и с ним. И сейчас я хотел как взрослый человек с взрослым человеком поговорить, но пока мне не дали номер телефона, не хотят давать мне номер телефона, чтобы я не связывался с ним. Получается, когда-то я говорил, но не до конца говорил, что с узбекистанским правительством как-то мы имеем какую-то, так сказать, людей. Не людей, но пока человека. В правительстве Узбекистана работает мой троюродный брат. Троюродный брат, как у нас выражение есть, брат кытуши булганына рад. У нас такое выражение есть. Брат кытуши булганына рад. Ну, типа, какой-то брат рад, что его брат кытуши. Ну, кытуши это типа пастух. Понимаете, да, какое унизительная пословица. Вот его можно сказать таким образом. Вот мой троюродный брат, могу озвучить даже имя, его зовут Равшан Алимов. Ему вроде бы за полтинник уже должно быть. Мне 40. Ну, так сказать, можно сказать, старший брат, наверное. Наверное, он самый старший. Нет, его старше его есть брат еще. Потом он, потом еще братишка есть. Их трое, еще сестры вроде есть. Ну, 5-6 человек их, короче, по моим знаниям. Этот человек работает в правительстве Узбекистана. Вы скажете, а почему он вам не помогает? Да, почему он мне не помогает? Интересный вопрос. Пока он не в курсе, может, я где нахожусь. Или просто до него не можно достучаться. Или просто он не хочет помогать никому. Зазнался. Человек зазнался. Почему всегда я какие-то такие косвенные сравнения давал всегда? Москва, Украина, Узбекистан, Башкортостан, Татарстан. Ну, потому что этот человек был послом Украины. Это раз. Этот человек был послом Франции. Это два. И был послом в Москве. Это три. То, что я знаю. Потом через какое-то время мы перестали общаться. Мы, так сказать, отдалились. Года прошли. И потом он сел в Оли Маджлисе, сидел. Оли Маджлис, ну, Сенат Узбекистана. И вот недавно узнаю, что его поставили послом в Туркменистане. Сейчас он посол в Туркменистане. Удивительно, да? Как-то страна, гребаная страна, блядь, и он там посол, блядь. Понимаете, да? Но его ставят, он же подчиненный. Исходя от этого, вы можете подумать, сказать, блядь, у людей, когда есть такие связи, у узбеков особенно, блядь, да и в других местах, наверное, да, блядь, наверное, люди нормально должны как-то движуху делать какую-то. Нет. Оказывается, бывает ненормально, тоже движуха бывает.
Понимаете? Это не означает, что он взятки не берет. Я же не могу сказать, что он взятки берет или не берет. Я же не знаю, коррупционер он или не коррупционер. Но одно я знаю, что от таких людей толка нету, я не увидел толка. Даже просто каких-то взаимосвязях, связей. Не то, что каких-то там огромных денежных оборотов, а просто связь. Знакомый. Всего лишь пару слов сказать. Нихуя. Исходя от этого, я к чему это? Имея даже таких родственников, я когда-то намекал, я даже эфиры такие делал. Я говорил, кутахам на куйб. Почему? Потому что это из той категории людей, каримовских людей со времен Каримова. Это люди конченые. Это люди те, которые сдали душу вот этому ебучему правительству Узбекистана, похуй какого государства. Любого государства, в любой нации. Все, он не из наших. Это люди, которые никогда, блядь, нахуй, не скажут про независимость Башкортостана, Татарстана против Москвы. Это, во-первых, люди СССР, коммуняги те еще сраные. Это люди те, которые уже продали свою душу, блядь, этому ебучему правительству. До этого Каримов, сейчас Мирзияев. Почему? Вы скажете. Потому что они скажут, а мы же учились этому. Мы учились этому, и мы выполняем свою работу. Но когда он узнает о том, что я веду вот такие эфиры и так далее, может когда-нибудь, если он еще жив будет, когда-нибудь, если мое какое-то афишируется в Узбекистан, если есть кто здесь с Узбекистана, там как-то поднять вот этот эфир, было бы идеально, то я скажу одно. В могилу связи не заберешь. Какие-то там акяукячалик закопались уже в том же месте, где оно и должно было закопаться. Все, акяукячалик yok bu yerde. Qarindoshchilik yok bu yerda. Туганлык yok bunda. Почему? Я это сравниваю с чеченскими движениями. Ахмад Сила из этой категории. А другая категория это ичкерийцы. Вот из этой категории. Кто-то топит за грязную власть, коррупционную, а кто-то топит, блядь, за независимость. Башкортостан и Татарстан. Chunki men o'zbek qonim bor. Но O'zbekistondan ko'chib kelganim uchun Башкортостан, Татарстан uchun men топлю. Я себя могу считать и башкортом, и татаром, в том числе и узбеком, который будет топить за независимость Башкортостана с Татарстаном. Не топят башкорт bilan татарлар, я буду топить. И исходя от этого, почему я это решил рассказать вам? Потому что был вопрос такой, а почему у тебя такие вот какие-то домыслы, там, в Фергане родственники были, туда-сюда, там, помните, там какие-то худжалар, каралар, или как там еще, туралар, вот из этой категории. Поэтому родственники были у нас из Коканда, с коканского вот этого ханства, наверное, я не знаю, оттуда. Получается, мои предки приперлись туда, в Андижан, из Коканда. И образовалась наша вот эта тема. Вот так вот. Суфи-хашлак. Суфи-хашлак, ну это как бы суфилар, короче.
Вот. Исходя от этого, это наша ошибка, что мы забыли предков. Мы забыли предков. Они были истинными мусульманами, и мы забыли это. Исходя года, пройдя года, дедушка коммуняга, отец коммуняга, я прихожу, альхамдулилля, в ислам. Видите, какой кризис семейный, клановый привел нам русский мир. Уничтожил близость к Аллаху, в первую очередь. Уничтожил наших предков. Они ушли уже непонятно кем. Мы не можем сказать, что они ушли мусульманами. Мы не можем сказать, что они не ушли коммунягами. И шунардан соң біз аңлап жетеміз бір-біріне, что родственники за родственников отвечать, по сути, не должны, там, можем сказать, не будут, можем сказать, но мы будем отвечать. Если мы пришли в ислам, мы будем отвечать, и мы будем делать дуа за тех косячников, кто ушел без ля иляха илляллах, и так далее, и так далее. И шунарға бізде бір ошибка мында Башқұртстан мен Татарстанда да бара, что біздің туғандар көбісі вот это в кафирской России живя, забыли свою идентичность, родственников и так далее, и так далее. Имеется в виду дно свое, дно, откуда он вылез, вот это мы забыли. И шунарға бізге big ауыр мына мен мына сізге примеры привожу, почему туғанларымны сөйледім бүтін. В открытую я как бы решил этот эфир провести. Почему? Потому что мы сегодня есть, завтра нет нас. Мы не знаем завтра, что будет. Может, это у меня последний эфир. Я же не знаю. Поэтому мы должны сказать, что жизнь, да ведь, наша, до какого-то момента придет, мы уйдем, но за нами кто-то должен остаться, взять наше дело, продолжить. Туған боласың ма, туған түгіл ме, разницы нет. Взять дело и продолжить. Копировать ничего не надо. Просто продолжить независимость. Добиться независимости Башкортостана, Татарстана и других республик этой империи. Чтобы империи не было. И шунарға донести башқұрт белән татарға, моя задача, что бізге урыслар туған түгел, и бір қашан туған болмаған алар. Шу урыслар арқылы ғана біз мында йөрибез. Интегеп деген сөзіне, надеюсь, вы понимаете. Интегеп йөрибез біз мында, знаете. И очень тяжело переносятся моментами наши дела и жизненный весь вот этот цикл. Почему? Потому что, представьте, вы в чужой стране языка не знаете. Просто тупо языка не знаете. Здесь не прет русский язык. Он нахрен никому не нужен. Просто не знаете языка. Это раз. Второе, что мы на чужбине. Мы на чужбине. И здесь своих дармоедов хватает. Еще мы приперлись. Шунарға Башқұртстан мен Татарстанда, когда прояснится
что они ошибались, не знаю, это будет поздно, рано, я не знаю, когда это все произойдет. Но я хочу сказать, что мы сейчас должны это исправлять. Если мы сейчас это не будем исправлять, то каждого будет, наверное, ждать вот такая система. Или вы будете подыхать там, на какой-то другой войне. Допустим, в любое время может какая-то любая другая война начаться. Допустим, украинская завтра заканчивается, начинается другая. Или там через какое-то время начинается другая. Допустим, с Европой. И вы идете на Европу. Но вы, если уже идете на Европу, значит мы здесь. Мы против вас идем. Если уже будет пройдена Украина, затопчена и придет, как говорится, войска узкожопых к Польше, все, уже мы вот так. Шмарга, что я хочу сказать? Бірінші Башкортостан и Татарстанга в данный момент нужно вспомнить своих предков, своих действий, своих родственников, прошлое, настоящее и данный момент. Зачем вы умираете? Зачем вы вообще живете? Зачем ваши предки жили? Вот этот момент. И этот пример я вам, как сказать, вживую рассказываю. Потому что минем туанларам күбісі топит за Россию, какая-то часть топит со мной, ну, само собой, они тоже внутри, но только я здесь, но молчат. И другая часть в каком-то недоразумении себя чувствует. Такие тоже есть. Странным. Ни туда, ни сюда, короче. Что происходит тут? Что подобие меня люди никогда, да ведь, назад туда не смогут вернуться. Вот в чем проблема. Те манкуртские люди будут жить там, подобие меня, которые не примут вот эту всю власть, будем жить здесь. В странных действиях там тяжело, не тяжело, вообще пофиг. Как сестра сказала, главное, не в окопе гнию, не в посадке, как говорится. Вот из этой системы будет. Понимаете? И тема эфира 1552 битинга. Почему я вам это все рассказываю? Потому что вспомнить надо все. Почему мы не можем победить свой страх? Почему мы 450, грубо 475 лет не можем победить свой страх? Или 425 лет? Короче, вот 400 лет мы не можем победить свой страх. Почему? Почему нам там родители и так далее никто не оставил, что если будет какая-то война, то давай туан или там улам мынашылай булырга керек. Башкортостан, Татарстан үшін көрәшергә керек. Почему нет у нас этого? Почему мы не можем это сказать? Мы боимся. Почему? Вы можете сказать, да, ты уехал, ты говоришь. Да, а где мне говорить-то его? В темнице сырой, в решетке, да? Как там?
стихах всяких Пушкинов. Я порой иногда моментами у меня всплеск мозга происходит, вот эти, то, что они нам заставляли Бородино учить, Пушкина всякого учить. Зачем, да? Зачем мы это учили, вообще не могу понять. Что оно мне дало? Ничего. Что я стал русским? Нет. Что оно мне дало? Какое-то умственное какое-то продвижение? Нет. Что оно мне дало в жизни? Ни хрена ничего не дало. Этот русский язык и литература ничего мне не дало. Дало оно только тупость, что я не знаю татарскую литературу. Башкорт нәрсесін тілдерін білмеймін. Литература, там, тілін или вообще башка, ана тілін. Что оно мне дало, это русский литература и остальное? И вам что она дает, Башкортостана, Татарстана? Что оно вам дает? Выучили вы стихи узкожопых. Что оно вам дает? Ничего. Забыть наш язык дает оно. 1552 год. Раньше я даже не знал, что это такое. Представляете? Потому что я человек с Узбекистана. В Узбекистане что-то я не помню, чтобы нам об этом говорили. У нас была история Узбекистана. Вот такой толщины. История была разная. Но почему-то она была такая небольшая и на очень дешевой бумаге сделанная. И этикетка, ну вот эта не картонная была, тоже такая А4 глянцевая, и все. История Узбекистана. Почему она такая была, я думаю, потому что она была уже нормально при Каримовой написанная уже. Не Москва его писала, а писал Узбекистан сам. Вот там я вспоминаю Каканское ханство, еще какой-то, всякие вот моменты, я помню, читали мы. Я очень любил историю. И мог там читать, мне давали задание, да, задают и читают, и на следующий день рассказывать надо. И вот и дома мог рассказать. Увлекался историей, но не до конца. Понял я его просто. Поэтому мен аңлап жеттім, мына 40 яш меня было, представляете, это лето я провел, 40-летие провел в черте где, какой-то стране какой-то задрыпанной, не поверите. Но зато увидел, можно сказать, океан Атлантический и так далее. Ну а что с этого? Нет от этого радости, знаете. Мимолетное какое-то состояние всего лишь. Но радости нет. Я не вспоминаю там радость. Почему? Потому что не в своей тарелке ты. Это не та поездка, когда ты приехал из Башкортостана в гости кому-то. Это не та поездка была. Когда ты живешь независимым Башкортостанда, Müstakil Башкортостанда, Татарстанда яшисің, и барасың, допустим, башка дәүләткә. Бер атнага гына, тиз генә. Виза да кирәкми. Просто барып киләсең, очып туда и обратно. Рәхәт бит. Поэтому, чтобы создать такие условия, тут не только воевать нужно. Нужно тут быть и каким-то таким, наверное, своеобразным человеком, который может договариваться. Поэтому сколько я пытался добиться каких-то моментов, понять
суть Кашапова и так далее. Я же вам до этого говорил в каком-то эфире или что-то я высказывался, что они разошлись. Павел Железняка выгнали, меня выгнали с их группы, да, и потом бах, узнаю от Фарита, вот этого Фарит Абы, короче, Закиева, что они разошлись. Аида себе что-то открыла, Кашапов сам по себе, Закиев сам по себе, все сами по себе. И что, смысл? А чё ж они вместе не смогли вести общее дело? Что ж там, что они не поделили? Остается загадкой. Шунарга, в моем движении такого не будет. Отдельно я никому не говорю. Если хотите, присоединяйтесь, как говорится, и выходите на общие эфиры, когда у нас будут моменты. Мы можем вести с вами общие эфиры в Ютубе. Не в ТикТоке, а в Ютубе. Договариваться и как-то, если выход был в дальнейшем, вести общие эфиры, чтобы и меня видно было, и вас видно было. Вот ведут же там 2-3 человека эфир. Вот такой эфир надо вести. Обсуждать разные темы, и чтобы его продвигали наши подписчики, иншаллах. Я всегда думал, знаете, такой момент был у меня, помню. Люди, вот сколько времени, вот я веду эфиры, да, ведь люди пытаются мне вопросы задавать. А, ты, наверное, зарабатываешь, да, на эфирах? Вот кого только не встретил, все говорят, нет, я не зарабатываю на эфирах. Я даже не думал зарабатывать на эфирах, я пока не понимал даже, что это такое, когда я начинал. Какой нахрен заработок? Людям донести нужно, а не зарабатывать. Понимаете? Поэтому не в таких как бы странных деньгах. Я это называю странные деньги. Не в странных деньгах, как говорится, цикл жизни, как говорится, идет. А в твоих, как говорится, рабочих деньгах ты можешь что-то думать. А вот этот эфир, это чисто, как говорится, от души, чтобы халакка жеткизерге, чтобы халак мені артымнан барсын. Я думаю, это дороже, чем деньги. Понимаете, чтобы народ пошел, тупо встал и сказал, мы хотим независимости. Вот нам что нужно. Всем нам. А то, что там какие-то там деньги или что-то в этом роде, и вести эфир в азарте из-за денег, ну, что-то я не понимаю этого. Не доходит мне это вообще. Поэтому порой иногда мысли появлялись у меня, когда мне было очень тяжело выйти в эфир, сказать, а можете вы донат сделать? А потом возникает вопрос, а какой я совестью буду просить у кого-то, вообще у левых людей за что-то там? А за что я спрашиваю-то? Чтобы не сдохнуть на улице? Поэтому Мин переубедил себя, что это неправильно. Спрашивать это неправильно. Был один момент, один день. Наверное, это тоже испытание. Вы не поверите. Приехал в Париж. Кто меня позвал? Вообще меня позвали в Ниццу. Я ехал в Ниццу. Но человек, который меня позвал, чеченец, перестал выходить на связь. Тупо забил. Все, потерялся. Человек потерялся в хлам.
Вот до сих пор его нету. И игнор сообщений, укылмаған WhatsApp'та. WhatsApp'та укылмаған сообщениялар вообще. Доехал я до Монпелье. Можно сказать, знаете, увидел мир. Курмаганны курдаминны. Биаррица, Монпелье. Такие имена, да, ведь как это? Пельмени, голубцы. Имена, да, такие странные названия. Курмаганны, курганды bir bola degan so'z bor bit. Kurgani o'lsinmi? Что-то говорят же. Я его курмасам, да, наверное, пережил бы, наверное, это. Ну, пришлось увидеть. Доехал до... Еду, тяну время, еду, тяну время. Велик, поезд, велик, поезд, велик, поезд. И так и не вышел человек на связь. Я намылился в другую страну, доехал до Лиона. И как-то переговорился давнешним одним знакомым. Он говорит, а что, говорит, ты в Лионе, кого ждешь? Езжай сюда, что-нибудь решим, говорит. 500 км до Парижа от Лиона. Ну, я говорю, давай, поехал. Таваккал Аллах. Сел и поехал. Тяжело было ехать. Считаю, велосипед и так далее. Еще какие-то, кое-какие проблемы. В итоге я доехал. Доезжаю, он говорит, брат, говорит, я устал, я иду домой, говорит. Представляете, да? 9 часов вечера. Я, говорит, устал, иду домой. А я в Берси. Приехал. Был я там когда-то, на автовокзале. А это ЖД вокзал. Вообще не в попад. Как на Луну упал. Ну, говорит, не знаю, говорит. Я говорю, не понял, я говорю. И мне звонит на видеосвязь. Прям вот таким спокойным, вот я как вам смотрю, такими глазами объясняет. Брат, я устал, я иду домой, говорит. Извини. Я говорю, не понял, а что я на улице остаюсь? Ну, завтра увидимся, говорит, утром. В 7 утра. Я в шоке. И в этот момент мне... Ну, окей, мы с ним поговорили, все. А у меня внутри истерика. Я говорю, что за хрень, что за кидалово? Ну, это по-нашему, это кидалово. Не знаю, по-российски, по-узбекски, это кидалово. То, короче, туда-сюда я начал писать по своим знакомым. Хорошо, альхамдулилля, один брат-дагестанец откликнулся, говорит, скинь местоположение. Я ему местоположение скинул. И он прям там же где-то находит мне какую-то гостиницу. И говорит, все, иди туда. Я пошел туда. Ну, он, короче, говорит, все, вот это скинешь, что-то скинул мне, короче. Все, он снял мне жилье. Альхамдулилля, на улице не остался. Окей. Ну, это, конечно, ничего страшного, то, что остался, не остался. Ну, уж было все-таки уже не тепло. Я же с теплых краев приперся, а здесь уже было холодно. Так, 9-10 градусов уже ночью. И в итоге я поперся туда, и там самый интересный момент, чтобы вы понимали. Вдруг припретесь в Париж, не забудьте иметь деньги в кармане. 2,60, говорит, и просто в шоке. 2 евро 60 копеек, говорит, такса, говорит. Такса какая-то, блин, туристическая. Я говорю, вы рехнулись? Я говорю, придурки. И я ему прям на полном мате, короче, я ему перевожу и даю этому ресепшену. Я говорю, ублюдок. Я говорю, там оплачено, я говорю. Нет, говорит, это не оплачивается. Я говорю, в каком смысле не оплачивается? У меня, говорю, чеки, все есть.
Человек, я говорю, мне снял. Нет, говорит, такса. Или вы не зайдете. И самое интересное, блядь, ни у кого нету. Понимаете? Потом я пошел на улицу. На улицу пошел, и толпа какая-то стоит. Пошел у них спрашивать, пошел так. Я говорю, 2,60 надо. Я говорю, у меня нету ни на счету, нигде у меня нету, просто вот так получилось. 2,60 надо. Все, нихуя нету. Потом я вспомнил, что где-то в вещах у меня были какие-то железки, блядь, желтые, центы какие-то. Короче, на улице никто не дал. Представляете? 2,60 никто на улице не дал. Просто в ахуе. Исходя от этого, я нашкреб свою какую-то мелочь давнешнюю, где-то там залежавшую. Зашел, дал им нахуй, я говорю, берите, без сдачи, блядь. И в итоге, короче, меня не запустили. Ну, уже того долбоеба ресепшена не было, был другой, я подошел к другому. И таким образом я переночевал. Вот такое кино было. Москва слезам не верит. Вот из этой категории. Поэтому, туғандар, бір әйберне әйтергә хочу всегда, что без мында чужие. Мы здесь чужие. Россияда мы как рыба в воде. Понимаете? Любой тишекке барсак та без онда шыға алабыз, тірі шығабыз. Поэтому я к чему это я говорю? К тому, что Башкортостаннан Татарстанга один раз только встать, и дойти 1000 и 1500 километров из Уфы до Москвы нам расплюнуть. Просто один раз встать и дойти. И раздолбать Москву. Нам никто не мешает там. Там нет преград. Преграда деген сүре бар Құранда. Только там это слово озвучивается. А так-то нет преград. И исходя от этих переездов, я приперся сюда. Ну, наверное, судьба такая, что вещать вам из Парижа, получается. Но ехал вообще в другую страну. Шунарға туғанлар бізді мына туған дегенде, как сегодня вот только что прочитал одну какую-то хрень, опять какой-то пиздеж, наверное, в ТикТоке где-то я прочитал, что бүтін тюркларға, оказывается, Эрдоган дает добро, типа что-то там больно сильно не оформляться, и можно, оказывается, приезжать в Турцию и работать. Такую дичь, короче, прочитал. И, конечно же, там сразу надо комментарий читать. И комментарий первый сразу. Типа, ха-ха, ну да, понятно. Поэтому пол Турции работает в Германии. А внутрь Турции нужны рабы. Тюрки. А что, туғанлар бит? Туғанны сыйырға тиіш бит. Это нормально. Тюрки уехали в Германию. Точнее, турки уехали. А тюрки приехали в Турцию работать на грязной дешевой работе. 300 евро потолок. Надо это вам? Шулай етіп,
Башкортостан и Татарстанга нужно ли ездить куда-то на заработки, на север там, или на Москву, или куда-то в задницу, куда-то в Украину убивать украинцев за 200 тысяч рублей, если можно было бы это сделать просто тупо сидя дома, зарабатывать на обычной работе, ездить из дома. Стартамак болса стартамактан йөрисең, Уфада яшәсәң Уфадан йөрисең. И не нужно будет ездить в другую страну за деньгами. Деньги внутри Башкортостана с Татарстаном. Просто они у других людей на руках. Чтобы мы вот так, гуляя по Европе, не скитаясь, не ища какие-то дебильные эти бумажки, могли бы мы тупо просто сидеть дома. Узбек Узбекстанында утырыры, Казак Казахстанда утырыры, Кыргыз үзендә, таджик үзендә, все дома. Как Алсынов сказал, как говорится, все дома. Кара халык өйдә утырсын. Нәрсә ул йөри ул бөтен Рәсәй буенда. Утыргыз өйдә. Понимаете? А то начали перевод ему мудрить. Кара халык, не кара халык. Кара халык конкретно кара халык. Каждый у себя должен сидеть. Без кара халык. Нахрена нам ездить на север и на Москву? Мы можем у себя дома сидеть. А не скитаться по Парижам там или по другим каким-то странам. Если ты не какой-то там супер-пупер бизнесмен или там какой-то там переводчик или что-то в этом роде. Нахрена тебе ездить за границу? Сиди дома, работай там. Потому что добиться надо этого. Независимость Башкортостана и Татарстана надо это до ума доводить. Мы говорим, знаете, вот вспоминая пару видосиков же и Габасова, я смотрел, Габасов что-то говорил там, тоже там какие-то видосики ведет, да, по 13 минут, там, по 15 минут, по 10 минут какие-то видосики начал вести он. Там Габасов что-то говорит, это говорит, это говорит. Башкортостан турында, Хабиров турында сөйлей, аны сөйлей, мына сөйлей. Салават Юлаевны таки забрали, да, получается, статую. Ну, если вот так обсудить, да ведь, всю перемотать 5 месяцев назад и сейчас, понимаю одну вещь, что мы говорим одно и то же, оказывается, постоянно. Я вот это понял. В течение 5 месяцев у нас ничего не изменилось. Хуже стало, лучше ничего не стало. Мы говорим одно и то же. Год назад, 2 года назад, 100 лет назад мы говорим одно и то же. Бізде, білесің, юг система какой-то, знаете, вот работа над ошибками. У нас нету работы над ошибками. Вот это и выбешивает меня порой иногда. Почему мы не можем достичь какого-то результата подобия, ну, так сказать, вот этих плохишей, плохих людей? Почему вот эти плохие достают результаты, а мы не можем до этих результатов дойти? Какого хрена у этих шайтанов что-то получается, а у нас не получается? Потому что безде работы над ошибками нету, а у них есть. У них есть. Они могут себе, получается, позволить, получается, сегодня накосячили, завтра быстро исправили. Сегодня, допустим, они на войне столько там потеряли, завтра они уже меньше теряют, потому что они исправили работу над ошибками. Но война идет все равно. Понимаете, вот эти моменты, это такой я пример уж привел. А безда нәрсә кәй. Безда полная дичь. У нас нет работы над ошибками. Как был Хабиров во главе Башкортостана,
как Рустам Минниханов был там, как Кадыров там был, все на месте стоит. Мы что-то изменили в течение 5 месяцев? Ничего. МПЗшки начали взрывать Башкортостанда. О, радость. В Крыму там тоже радость. Тоже мимолетная радость. И чё? Цены выросли народу цены выросли. Ну, нам не жалко сейчас народ, потому что манкурты там. Чё смысл их жалеть? Радоваться надо. Но нет от этого толку. В течение 5 месяцев у нас ничего не сдвинулось. Я вот к чему я это. Ничего не сдвинулось. Как говорил про Габасова и Кашапова и так далее, все на месте. Вы что думаете, за 5 месяцев, который 30 лет воюющий Кашапов, что-то решил с Эрдоганом? Завтра они пойдут против Москвы с Эрдоганом? Ни хрена. Никто ничего не добился. Ничего никто не добился, понимаете? Поэтому у нас зацикленность тупая. Сидим, стоим в одном месте. Ничего не делаем, боимся. Шумарга, я не знаю, как это сказать, я об этом уже говорил, конечно, еще раз хочу повториться. Чтобы вот этот процесс сдвигов происходил вообще, процесс сдвигов происходил, в первую очередь нам нужно кровь из нос каким-то образом собрать где-то, какие-то, не знаю, финансовую оболочку, там оружие, там вот что-то куда-то. Вот это, я думаю, будет сдвигом. Понимаете? Допустим, если в Украине не получается, договор той же, где Габасов сидит, в Литве, Латвии, договор этими странами, что мы у них можем купить оружие, готовиться под какую-то там энную какую-то группировку против Москвы. Понимаете, вот какие-то вот такие надо начинать действия, показывающие, что мы что-то хотим сделать. А не так, что вот, а именно, вот сейчас Москва рухнет, и мы пойдем. Куда вы пойдете? Куда Москва рухнет? Москва не рухнет. Кто-то их рушит? Нет. Украинцы стреляют по Москве? Нет. Москва не рухнет. Чтобы Москва рухнула, нам надо что-то делать. Чеченцев я вообще не слушал, что-то давно не видел я их. Не попадаются, мне надо поискать их. Что они там за Каевы говорят. Поэтому как бы я больно сейчас и новости больно не слышал, поэтому я даже не могу сказать, что там творится вообще. Потому что какой-то ичкерийский отряд там в Украине есть, но тоже толка нету. Толка нет от там, не знаю, может их 100 человек там от силы, может 1000 человек. И все. Это не ничто. 100, 1000. Это ничто. И внутри Украины это тоже не результат. Шунарга, бізге туғандар ничек болса да, или нужно более открытые эфиры вести, нам нужно, вот какие-то открытые эфиры. В
ТикТоке я понимаю, можно какие-то эфиры вести, потому что там постоянно народ есть. Вот именно интересует YouTube, потому что ТикТок в Башкортостане и Татарстане не работает. Поэтому нам интересует только YouTube. Поэтому нужно вести такой, я не знаю, какой-то эфир. Видите, YouTube же не становится таким вот онлайном. Нету у него пока этой функции. Может, когда-нибудь станет, чтобы он был тоже как TikTok, онлайн постоянно, люди, чтобы там сидели. Такого нету там. И Шунарга, YouTube-то нужно только приглашать кого-то. Приглашать и садиться. Другого варианта тут нету. И вести более такие подробные диалоги с кем-то, я не знаю с кем, кто, если меня увидит в дальнейшем, если кто хочет, давайте попробуем провести какой-нибудь эфир и донести Башкортостан на Татарстанга хотя бы, я не знаю как, или тем людям, которые хотя бы уехали, которые за границу, чтобы они начали уже оклематься. А то все за границей тоже мы сидим и молчим. Урслар эшинде. Себя как бы пряча внутри русских группах. Распознать тоже нереально. Если никнеймом, блин, сидят там, вообще непонятно. Урусма, татарманда. Как один мне попался. Замир Закиев. Потом мне дошло, что его имя не Замир Закиев, а мне дошло, что он Замир Закиев. Он себя так назвал. Вот идиот, нормально, кіші бетін, идиот какой-то, блин. Башқұртстаннан дейді ол өзі. Өзі Башқұртстаннан дейді. Есімін так и айтмады. Но мне дошло, что он себя псевдо назвал. Замир Закиев. Ну, я понял, да, понятно. Чувак топит за Украину. Просто куку, блядь. Вот так вот. Можно было просто тогда назвать Кутак Кутакбашевич. Тоже нормально. Поэтому мында не поймешь, кто есть кто. И особенно, когда ты за границей, ты один, и когда пытаешься найти кого-то из своих, это как радостно становится найти кого-то там. Если еще человек нормальный, не манкурт, топит за свободу, это вообще тоже идеально. Вот тоже за лето я встретил человека, тоже наш, Башкортостаннан, топит тоже за наше дело, согласен. Вот. Тоже живет в одной стране, пока не буду говорить какой. Ну, чувак нормальный, вроде бы как. Топит за независимость Башкортостана и Татарстана. Татар өзі. Шулай. Шунарға бізге көбейішерге керек, башқұрт татарларға. Не ссаться там кипятком. Тупо просто. Если ты за границей, включайся в наше дело. Внутренние, которые за границу, которые не выехали, и внутри смотрите, наблюдаете за мной там и так далее, вы тоже потихо включайтесь. Надо будет, выезжайте. Если не хотите, ну, хотя бы так, подмигните, что вы за нас. Хотя бы так распространяйте внутри мои эфиры там. Еще любых, кого угодно эфир распространяйте, которые против Москвы. Вот и все. Потому что каждый день просыпаешься, засыпаешь, просыпаешь, засыпаешь, понимаешь, что ты услышишь: война в Украине, дрон в России, дрон в Украине, опять дети, опять Киев, опять вот так уже надоело это. Реально надоело это уже. Потому что
там тоже нет результатов. И у нас нет результатов. До такой степени жизнь тупая, что и мы не можем встать против Москвы. И Москва сама не уничтожается, сволочь. Понимаете, вот какой зацикленный мир. Но тут только одно есть ответ, почему оно так. Потому что, я думаю, нет мужиков. Нет мужиков уже. Тупые мужики вон на войне, а нормальных мужиков нет. Ну, так сказать, физически они есть, но дохнуть не хотят. Дохнуть не хотят против Москвы. Они есть, так сказать, ну, так сказать, нейтральный, ты был, ладно. Им похрен вообще. Вот это только есть. Похрен. Он вот сегодня, вот как вот этот, опять вспоминаю вот этого чувака, который гость мой, который мне говорит, похрен, говорит, война, не война, вообще пофиг, говорит. У меня, говорит, есть семья и все. Его волнует семья и деньги. Семья и деньги волнуют человека. Поэтому возникает вопрос, а зачем тогда есть инициативная какая-то группа Казахстан Алга? Казахстан Алга, зачем вообще она существует тогда? Тоже не могу понять. Башқұртстан Алга енді как-то звучит, потому что Башқұртстан белән Татарстан Алга булмаса, они так и так в заднице. Но Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан Алга, но как-то не звучит оно. Потому что в независимой стране вы так и так Алга уже. Но смена власти, я думаю, вам, само собой, это обязательно нужно сменить власть. Но это не наше дело. Наше дело было бы, знаете как? Я думаю, оно бы шло бы совместно. На эту тему мне надо как-то подготовиться более, как-то новости послушать то там, то сям, чтобы как-то более говорить открыто, деген кебек. Моя мысль только, если Казахстан конкретно хотел бы сменить власть свою, Тукайку эту, Тукайка или кто там у вас, не помню уже фамилии даже, за 5 месяцев забыл, сменить его или хотя бы перегнуть на нашу сторону, вроде бы же он с Азербайджаном снюхался, там туда-сюда, пытается там вроде бы этот с Турцией что-то там, ну вот это, да? Ну вот этот момент, если будет, и этот момент, кстати, вот как раз вспомнил, озвучивался бы за независимость Башкортостана с Татарстаном совместно, то можно было бы предложить, вот мое личное мнение, я могу предложить от своего имени пока, предложить такую тему, что через Куандыкский коридор Тукайха должен дать добро нам зайти в Башкортостан. Все, другого варианта нам не нужно. Зайти в Башкортостан, как я вам озвучил, взять Башкортостан на Татарстан, да, это как бы на словах легко говорить, взять. Взять его, да, в собственное правление.
и уже пойти уже на Москву. Вот в этот момент, я думаю, если бы даже Токайко был бы вашим президентом, которого вы ненавидите, хер с ним. Но договор с нами. С кем с нами, блин, мы кто? Вот поэтому нам нужно обозначить, кто мы. Это во-первых. Чтобы мы обозначились, нам нужно оружие. Нам нужна какая-то энная территория, которая звучала бы от имени Башкортостана и Татарстана независимого. Вот потом уже можно было бы сказать через наших лиц, что Токайка, давай мы заходим. Но тут вопрос возникает другой. Он скажет, окей, ты заходишь. Не бомбанет ли Москва потом по токайским землям? Вот здесь будет вопрос стоять. Но тут уже будет вопрос стоять таким образом, что скажет казахский народ. Когда мы через Куандык будем заходить, через Оренбург, через вот ломиться будем в это ебучее русню, как будет стоять вопрос стоять? Страдать будет, может, та сторона, откуда мы зайдем. Вот в чем проблема. Суверенный Казахстан, независимый Казахстан, он не должен задевать в нашей проблеме. Если оно будет задевать наши проблемы, значит нам нужно решить эту проблему. И поэтому только один вариант пока есть. Только Украина. Тупо просто зайти в Киев, из Киева пойти прямиком на Москву. Прямиком. Снести это все, пограничная зона России снесется за 5 сек. Снести эту всю хрень, идти тупо. Вот как Пригожин шел, так и идти. Все. Здесь ни Казахстан, никто не пострадает. Никто нам не нужен. А в Украину долбить, они и так долбят. И в то же время, если в тот момент, если мы к этому придем, то можно было бы... Это, конечно, звучит людям, наверное, как сказка, но это один из вариантов, которые я предлагаю вам уже больше года. Другого варианта у нас нет. Кто-то пойдет в Башкортостан, кто-то пойдет в Москву, я вам, помните, говорил, разделять войска. Ну, если томагавки или хуявки, вот эти пиявки Америка дает украинцам, то у нас уже вариант есть, что они будут сдерживать Киев. В Киев не прилетит уже точно. Значит, мы смело можем идти вперед. С кем вопрос стоит? С чем вопрос стоит? Безде юк спонсорлар. А то мне уверял один американский идиот, так сказать, можно сказать его, долбень, его давно не слышно. Как его звали, блин? Татаринами, короче, чокнутый тоже, который за независимость Татарстана пытается топить, сидя там в Нью-Йорке. Элякин. Забыл, как его звали. И фамилия укоротил он все, там у него короткая. Какой-то мужик, например, с кем я первый раз встретился, ну, это, познакомился. Что он говорил? Он говорил, если ты начнешь войну, у тебя, говорит, сразу спонсоры появятся. Оно вот так работает, оказывается. Ну окей, давайте мы завтра начнем войну. А где спонсоры-то? Откуда они появятся? Я не могу понять. Где спонсоры на оружие? Где люди, чтобы эти оружие взяли в руки? Если даже дроны будут бомбить дорогу,
очищая дорогу в Москву. А где дроновщики? Если я до такой степени умный, какого хрена тогда эти дроны украинские никак не могут долететь до Москвы? Тоже вопрос. Поэтому здесь на каждом вопросе нет ответа. Мысли есть, вроде не тупые, а ответов нет. Но ответ ясен. Сказано евреями, яхудами, Москву не трогать, не бомбить Москву, не портить, так сказать, рельеф. Шумарга, у нас только пока мечты, мне кажется. Мы мечтаем, мне кажется. Порой я думаю, блин, я во сне живу. У меня мысли такие появляются иногда. Туплю, что ли, я? Или во сне живу я? Ну, каждый день, проживая жизнь, я понимаю, что я проживаю его. Время уже 2. Где-то, да, без 10-12 я с вами начал. Как раз вот 2 часа мы с вами. 2 часа 15 минут ведем эфир. Соседи у меня тоже что-то не спят. Молодые соседи у меня, украинцы. Живу с украинцами. Но не подумайте, я не в Киеве. Здесь, в Париже. Комедия, да? Самое интересное, Туалар. Одни украинцы кидают, другие тебе жилье дают. Вот хуй поймешь жизнь. Понимаете? Тупизм, да ведь? Как это? Семья не без урода. Бывает такое тоже, да ведь? Как говорил сегодня или нет, как русский из Екатеринбурга мне помог в другой стране. Грубо. Месяц, полтора, может. Помог, косвенно, так сказать. И что вот скажешь против него, да ведь? Что я ему сделал? Или он мне что сделал? Ничего. Просто переписались. Человек ответил, говорит, окей, помогу. В группу я написал, из группы ответ от него пришел. И больше не было ответов. И человек помог реально. Слово сдержал. Руслан зовут его. И вопрос такой возник тогда. А почему Руслан? А он ответил. Говорит, друг семьи, говорит, папин друг, говорит, татарин, говорит, Руслан. Поэтому его Русланом назвали. Не Иваном, а Русланом почему-то. Вот так вот. Удивительно. Поэтому когда-то в эфирах я говорил всегда, что Башкортостан и Татарстан, нам надо будет их вычищать, всех русских. Не говоря, что Челябинск, Екатеринбург. Их там еще больше, как Габасов говорит. Там их же много, нельзя их, говорит, забирать Челябинск. Их много там, говорит. И где-то недавно, где-то у кого-то услышал, что воевали ведь, говорит, и русские, и кто только не воевал, и марийцы, и так далее. Поэтому я думаю, здесь только нужно понимать, как пример с Узбекистаном когда-то я приводил. Казахстан. Узбекистандагы урыслар какие, я вам говорил. А, кстати, я встретил еще тоже узбекистанского урыса, тоже встретил. Вообще комик, конечно. Ну, конечно, косячник. Какой-то был наркоман и алкаш, короче. Ну, в своем репертуаре.
русский, что поделаешь. Но тоже как бы на один раз его хватило, помог. На один раз помог. На один раз. Как-то. А потом уже все. Тоже это все в дороге было. Самое интересное другое, что узбекистанские, казахстанские, русские, они другие. И я считаю, что Башкортостан и Татарстандағы урысларда другие они. И просто там тоже будут ихние же манкурты, которые будут топить за русню Москвы. И те же наши манкурты, башкортлар и татарлар в этом же экземпляре будут. Вот поэтому нам нужно будет как-то отсеивать это. Как это будет происходить, я не знаю. Поэтому я всегда и говорил, русские, которые скажут нам за независимость, пусть остаются. Те, которые не скажут за независимость, пусть валят. Как Алсынов сказал. Вот примерно так. Другого нет варика здесь. Вообще. Сори. Другого варианта тут нету. Шунарга, я думаю, что особенно, которые вот, ну, родились там в Башкортостане, Татарстанда, вот как ты их будешь искоренять, да ведь? Вот как ты их будешь искоренять? Они там родились. Как помните, у одного, короче, этот допрос идет. Говорит, я русский из Башкортостана. Помните, который допрос делает украинец? Такой бородатый. Не помню, апостол или как там его, какой-то, один дятел, короче. Этот, я с ним тоже переписывался, он что-то, мы с ним не договорились. В итоге, короче, он же допрашивает там, вот ты, говорит, русский или что-то такое. А, нет, я же Габбаса вроде допрашивал, русского допрашивал, говорит, и я, говорит, коренной, говорит. Ну чё, он потом ему же, вот вспомнил, 200 лет коренной, 200 лет. Ну, наверное, где-то, да? Дед или отец его там был коренной, говорит, русский. Ну, 200 лет. Ну, это же не коренной, 200 лет. Ну, понятно, черт с ним, но 200 лет тоже коренной можно посчитать. Допустим, да? Ну, вот как ты его искоренять будешь оттуда? Человек 200 лет там уже живет, ну, говоря. Это внук, короче, да? Его предков. Шунарга, я считаю, что вопрос, вот я обдумывал это постоянно, не мог на эфирах, может, я высказывал, я не помню, еще раз повторюсь, может, это в моем мозгу только это повторялось. За независимость Башкортостана и Татарстана ты топишь? Будешь с нами топить? Деген вопрос булырга тиеш аларга. Шундай сорау булырга тиеш. Шундай сорау булгач урысларга, он должен, как отче наш, сказать: мен Башкортстан милләте һәм Татарстан милләте өчен көрәшәм, или там, окей, я за дияргә тиеш ул. Вот примерно он должен быть таким. Если он не такой, значит он будет вот этот, русская община. Как хотите его уже называйте. Но вот из этой категории будет. Он просто не будет любить башкортов, татар. Ну, вот в чем прикол будет. Bizni узбекларны вообще чурками будет называть. Нахрен нам нужен такой? Там. Плюс еще наше будущее государство будет мусульманским. Как кто-то с кем-то где-то что-то обсуждал. Кто-то мне вдалбливал. С кем же я общался? Общался тоже пару месяцев назад с одним человеком, и он мне говорит, я, говорит, смотрел твои видосы, наблюдал,
И я не знаю, я с ним сейчас что-то не общаюсь. Он говорит, э, мы с ним, да, мы с ним точно, вот этот вот добавлю к этому эфиру, этот момент тоже вспомнил. Он говорит, я, говорит, не согласен с тобой, говорит, что ты будешь давить на религию. Там ислам будет или не ислам будет там. Ну, типа, вот эта сторона твоя мне не нравится, говорит тот человек. Поэтому, туғанлар, я вам сразу предъявляю, да, что Башқұртстан мен Татарстанда бірінші орында біздің милләттә мұсылманшылық тұрашақ. Мұсылман боламыз біз. Другого нет варианта. Никакой нахрен другая религия нам не надо, блин. Я уже когда-то вам приписывал, кто-то мне еще ответил недавно в комментариях, тенгри, вот это про тенгри я же вам высказывал недавно. Тенгрианство это типа, говорит, как там, что-то он написал мне, ну типа, это тема этой жизни, как бы тема их жизни, но не религия. Вот так он мне высказал. Да хоть хрен с ним, что оно будет, блин, мне пофиг. Главное, чтоб шайтанских каких-то движух не должно там быть. Мәчетләр булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләгә буйсыну булырга тиеш. Примерно вот это должно быть. В первую очередь. А потом уже, как говорится, какие-то другие религии, других людей. Это не говорит, что там, если на башкор на татар, перешли в другую религию. Не дай Аллах такого. Крещение Ивана Грозного – это первый, последний раз на этой земле должно быть. Такой метод. Геноцид и крещение. Опять напомню, 1552 год. Вот этого не должно быть. Поэтому независимость Башкортостана и Татарстана у нас должна быть именно как приход, как помню слова этого Камиль Хазрата, или как его, Камиль Муллу, ну, этого казанского Камиля вот этого. Сайфуллин, Камиль Сайфуллин. Ну, этот, молодой этот, Муллама, Хужа, Хазратма, нәрсә исемнән чыгып калды. Шул, короче, и он же что-то сказал в каком-то мероприятии. В 900 каком-то году, да, пришло нам Татарстанга, Башкортостанга, наверное, ислам. В 906 или каком, я не помню, каком-то ислам пришел. Ну вот примерно его слова, вспоминаю я, вот примерно вот так у нас должно быть звучать. Когда мы придем с независимостью Башкортостана и Татарстанга, у нас это должно подразумеваться, что пришел еще раз ислам. Ни вот это, ни яхуды, ни христиане, никто нахрен не должен лезть нам, строить наше государство. Ни Хэллоуины вот эти чертовые там в Дубае, которые происходили. Этого не должно быть у нас. Вот конкретный должен, так сказать, яңа туылган дәүләт булырга тиеш ул. Ислам дәүләте булырга тиеш. Как Ислам Каримов Узбекистанны в свое время прямо говорит, без Өзбекистан ислам дәүләте. Он всегда это прям утыкал всем своими словами. Вот у нас тоже там самое должно быть. Ислам дәүләте у нас должно быть. А потом остальное. Ну, не переходите, так сказать, позориться. Мы в дерьме живем в данный момент. И этот период должен мы пережить, мы должны этот период и пройти уже, и нормальную страну создать.
Также это уже, я считаю, перейдет и в Казахстан, и в Узбекистан, вот это, чтобы не докапывались борода, хиджаб, не хиджаб, маски-шоу. Вот этого, чтобы не было у нас. Понимаете? Этого не будет, когда мы сменим всю власть. Везде все сменится нахрен, очистится, и этого ничего не будет. И иншаллах будут пример брать Башкортостан, Татарстан, другие страны, которые по соседству с нами, чтобы вот это блядство не было у них тоже в стране. Чтобы мы, допустим, Башкортостаном поехали в Казахстан, Татарстан, чтобы нас не загребли там за бороду, там, за хиджаб, не забрали жен наших в обезьянник. Вот этого блядства не должно быть. Вот этот марионеточные все, блядь, правительства нужно сменить надо будет всем. Одним разом. Хуякс. Башларын кесіп ташларға нахуй бүтін үсін. И алмаштырға бүтін үсін. И все. И возвращаясь к моему брату, я рад буду, блядь, если его тоже нахуй снесут с этим же правительством в Узбекистане, блядь. Потому что это дерьмовое нахуй правительство. В Узбекистане тоже. Мирзияев, Каримов, это все дерьмо это нахрен. Как я и говорил, что народ, приезжая за границу, меняется, блядь, на 360 градусов. Узбек становится сразу, хуй поймешь, каким-то французом, блядь. Казах тоже становится сразу француженкой, блядь. Непонятной нахуй. Все, они не узнают друг друга, блядь. Они не помогают друг другу. Поэтому Башқұртстан мен Татарстанда в первую очередь вот это туғанлық деген нәрсені ұмытмасқа керек. Порой иногда все равно я замечаю, здесь иногда и выскакивают какие-то моменты, что татар, башкортлар все равно друг к другу тянутся. Есть такие моменты. Это я не могу игнорировать. Порой я говорю хуёво, но есть моменты, что мы иногда можем поговорить. Есть моменты людей, есть такие люди, кто понимает меня, слышит меня и так далее. Biz көбіміз ұрыслашып біткенбіз. Ұрыс жағындабыз. Вот этот надо болезнь заканчивать уже. Мышление вот это. Есть одна у меня знакомая, не знаю, может она тоже будет смотреть потом это, в Испании. Мы с ней недавно перепиздились, месяц-полтора назад, может. Блять, с одной деревни оказались, блять. Не поверите, блядь. Вот с этой долбоебкой мы с одной деревни, блядь. Прям с одной деревни, блядь. С одной улицы, ебаный в рот. Я топтал эту улицу. Она топтала эту улицу. Бір ауылдан, блядь. Но отношения хуевые, блядь, друг к другу. Ну, ладно, хоть у нее мысли, блядь, правильные, блядь. Против Путина топит хоть. Хоть это радует, блядь. Хоть это радует, что она топит против Путина, блядь. Она реально топит за украинцев и так далее. И топит за независимость и так далее. Она еще предлагала мне, помните, говорили, не говорил я, чтобы я снюхался с Мурзагуловым, попиздел. Ну, она как бы снюхалась, общалась с Мурзагуловым, они дружат туда-сюда. И вот она пыталась меня тоже подружить, чтобы я эфир провел и так далее. Ну, с Мурзагуловым я сразу вам говорил, несколько эфиров я вам рассказывал про него. Я не могу снюхаться с ним. Почему? Потому что чувак, блядь, как раз таки как мой брат, блядь. Вышедший из правительства. Тут Габасов не хочет, блядь, вроде бы. Обычный чудак, мудак, блядь.
не может со мной общаться, высокомерный. А Мурзагуловым я не могу общаться, потому что, блядь, он, во-первых, с правительства пришедший чувак. Во-вторых, блядь, он, когда эфир вел, блядь, с Габасовым, тогда меня уже взбесил. Он ведет, блядь, такую двойную игру, блядь, двойные стандарты у Мурзагулова. Не знаю, может, сейчас поменялся или нет, не могу гарантировать. Он, блядь, и за Навальных может попиздеть, и с Навальными может быть, блядь. Хуйня какая-то у него, блядь. У него нет мозгу, блядь, независимости. Поэтому как бы вот это меня не устраивает с ним. И вот так вот. Поэтому в наших, даже тех, кто борется за независимость Башкортостана, как будто бы за Татарстана, у нас разногласий до хрена. От нас, блядь, у каждого, ну так сказать, с каждым нас могут поймать, ну вот это, враги наши, и сделать, как говорится, любую, как говорится, ну, против нас оружие. Понимаете? Бездә юк, тотырыксызбыз без. Без тотырыклы әйбер юк бездә. Без рассыпанные, блядь. Как я и говорю, блядь, нет поддержки друг другу, нет единого мнения, полные абсурдные, блядь, действия делаем. Как сайгаки, нахуй, туда-сюда, прыгаем, скотчем, блядь, хрень несем. И нет у нас, блядь, такой человечной сплоченности. Человечности нет у нас даже друг другу, блядь. Они думают, что вот они правы, и что вот этим правым методом они переубедят меня, переубедят, допустим, Габасова, или Габасов переубедит всех, нахуй, блядь, и типа вот так будет, вот так будет. Хутанда так не будет. Никак я сказал, не будет. Никак Габасов сказал, не будет. Никак Мурзагулов и Кашапов, блядь, так не будет. Будет только так, как говорится, во-первых, Аллах Талям скажет. Во-вторых, если мы в таких своих дистанциях не можем общий язык найти, будет, значит, как Москва сказала. Вот Москва как решит, так и будет. А чтобы как мы хотели было, мы должны, как говорится, встать все вместе, вот собраться, вот эта кучка, так сказать, за независимость, которая, сказать, блядь, как Москва не будет, и мы идем вместе в одну ногу. Но мы не можем в одну ногу сами идти. Шунарга всей публике там и так далее, еще раз хочу сказать, давайте собираться. Пусть вот этот Мурзагулов тоже, блядь, соберется. Габасов, Кашапов, все, давайте собираться. Если у вас высокомерие как-то, не знаю, в жопу, когда вы засунете свое высокомерие, давайте будем собираться. По-другому никак. Sizlar теге yaxshi so'zni аңламыйсызлар. Вы не понимаете какие-то откровенные добрые слова. Вы только понимаете такой, знаете, вот принцип такой, знаете, вот ты мне, я тебе, я тебе, ты мне, такого нет у вас. Ты мне, ты мне, ты мне, ты мне. Как будто я кому-то должен. Вот из этой системы они работают. Не платят, они не пиздят. Платят, они будут пиздеть. Бесплатно ничего не хотят делать. Шунарга один Габасов, Мурзагулов, Кашапов поодиночке, блядь, за Киев. Сейчас, да?
никто ничего не сможет сделать. Поэтому каждый, кто здесь в Европе меня увидит, там или где-то в Башкортостанда, Татарстанда, Россияда, башкорт татарларга обращаюсь. И другим нациям, которые будут помогать нам там, поддерживать нас, всем обращаюсь. Давайте бірдәм болайық, бірге болайық. По-другому никак. Мы не осилим одни. Я не осилю один, блядь, эту ебучую Москву. Нам надо вместе быть, вместе. Вместе это значит во всем. Вместе во всем. Идти жить во всем. Вот как вы дружите со своими друзьями рядом там. Башкортостанда, Татарстанда, Ичкерия, Дагестан. Вы дружите между собой. Вам нужно научиться дружить с нами за границей. Хоть вы не видели нас. Хоть как. На дистанции, хоть как. Вот только тогда пойдет что-то. Тут же не именно сказано, что, блядь, там помочь в чем-то. Человек может помочь, блядь, даже поддержав, блядь, морально. Какими-то подсказками, какими-то связями. Даже один телефонный звонок может решить любые какие-то проблемы людей. Шуларға у нас привязанность вот этих, так сказать, борцов за независимость, она такая вот, как говорят, очень тонкая такая, блядь, нить. Порвется и все. Все поссорились сразу, блядь. Так не получается. Когда-то я вам напоминал, я был участником топки, блядь, против Каримова, Ислама Каримова, Узбекистана. Вот так получилось, блядь. Прошел, блядь, двухмесячную, блядь, какую-то сраную, блядь, лекцию, блядь, с людьми, которые топили против Каримова. Какая-то хрень какая-то была. Мне пришлось слушать 2 месяца эту хрень. И в этой теме я услышал одну вещь, и раз и навсегда понял, что когда вот против кого-то что-то там топишь, допустим, да, ведь против кого-то топишь, главное не сдаваться. А люди сейчас чем занимаются? Я вам об этом уже говорил. Хрен знает, чем занимается, я не знаю. Вот тот, который топил, вроде бы женился, блядь, семью создал. Все, он потерялся. И Каримова нет живых. Все, ихняя игра закончилась. Это я к чему пример привожу я вам? Этот хуй, я его хуем могу назвать, живет в Норвегии. Ну черт конкретный. Наполовину, блядь, узбек, потом по каким-то корням айзер, блядь. Этот черт сейчас уже не топит. Ульган Каримов каким будет топить? Кстати, вам пример это. Путина закопаем. Завтра, допустим. Значит, все мы сольемся, не будем топить уже, да, за независимость. Как он? Он же уже против Мирзяева не топит. За независимость Узбекистана. Да она так и так независимая. За что топить-то нахуй? За то, чтобы там был другой президент, Бахадыр Чариев. Они хотели поставить Бахадыра Чариева. Какого-то хуя тоже непонятно, с Америки, блядь, дальнобойщик, блядь. Вот примерно так. Что будет, допустим, Путин сдохнет,
Придут, допустим, навальнисты. И чё? Или там какие-то хуи подставленные какой-то еврейской нахуй группировкой. Ну, какой-то хуй придет. Яков Иванович нахуй. И что? Чё, Габасов, Мурзагулов? Куда они переобуются? Куда они переоденутся? Да будут так же просто дальше жить здесь и все. И никому не будет интересно о независимости Башкортостана с Татарстаном. Прикиньте. А это уже прошло с Узбекистаном. Понимаете? Кто отдаст власть, блядь, в Узбекистане другому, блядь, какому-то хую Чариеву, блядь? Никто. Внутри там дохуя кто хочет. И в Казахстане, в Узбекистане, везде, блядь. Также и здесь нас ждет эта участь независимости. Что вы думаете, в Ичкерии что-то будет? Вы думаете, Кадыров сдохнет, вместо него уже нет другого? А лапти, блядь, хуепти, еще какой-то чай, хуй, вынь, хунь, бань. Понимаете, блядь? Да хуя андай кишилер, блядь. Ким генә юк анда, блядь. Шунара туганлар, меня 40 яш. Но эту дичь я слушал мне, когда было 29. Тогда еще Каримов живой был. Я эту дичь слушал, когда мне было 30. Каримов еще вроде жив был. Каримов вроде бы сдох, блядь, в 2016 вроде бы. Шунардан соң, блядь, 10 ел, блядь, 11 ел вакыт үткән. Как можно вот... эта история, блядь. Ладно, она прошла бы не без меня. Она прошла через меня, блядь. И теперь я понимаю, если вот эта дичь сейчас произойдет, блядь, и у нас, мы если потеряем Путина, и независимость Башкортостана, ну так сказать, блядь, вместо этого ебаного Путлера поставят какую-то другую метлу, блядь. Ну, какого-то Пупкина, нахуй, блядь. Все, блядь. Пиши пропало, блядь. Война в Украине тоже на каком-то ебаном этапе закончится. Непонятно, вот как с Нетаньяху. И все на этом. Столько нахуй людей сдохло, блядь, Башкортостана, Татарстанда. Люди будут плакать. Как в 80 каких-то годах, блядь, с Афганом, блядь. Долбоебы наши тоже там дохуя было. И все. Закопали людей. И все, здесь тоже закопали людей, и все забыли. Родители живые, которые остались, детей этих молодых, будут ходить на 9 мая, будут ходить Кабарстанга, как это, Зиратка будут ходить и читать намаз, и все. Или точнее, молитву будут читать, и все на этом. И что, где тут независимость Башкортостана с Татарстана? Кто, когда начнет эту хуйню? Никогда. Поэтому у нас, как говорят, ассаганда босс, говорят. Ассаганда боссага, вот пока горячо, надо давить. Этих блох нахуй выдавливать надо. А как, если мы не можем между собой разобраться даже? Вот так вот, туганлар. Поэтому, когда какая-то война закончится, сразу эта война на другую фазу не перейдет, пока
перевооружения не будет. Вот и все. Шанарга только один процесс. Если вдруг что-то будет происходить сейчас, оно и будет происходить сейчас, будет у нас возникает вопрос один. Пойдем мы на Москву после смены власти в Москве или не пойдем? Вот я так считаю. Тут нет других вариантов, блядь. Вариант вот 3 года как идет война на Украине, как шла война Палестина-Израиль, тоже 3 года у них, блядь. Оказывается, прикиньте, блядь. И у них 3 года. И тут 3 года, блядь. Сука, одинаково все. Одновременно, блядь. Почему-то. Вот примерно так. А ни там нет победителей, блядь. Ни в Палестине, ни в Израиле нет победителей. Никто не победил там. Просто на время остановили. Чтоб набрать сил. Чтоб дальше долбить друг друга. Шундыхан, туганлар. И, наверное, буду потихоньку заканчивать эфир. Если вспомню, потом, может, на днях опять эфир сделаю. Что сказать. Но пока вроде все пока сказал. Пишите комментарии. Я не знаю, о чем эфир вести я. Может, мне скажете, о чем вести. Какие-то новые темы. Обсудим. Могу с кем-то выйти на эфир, если кому интересно. Ну вот, вопрос такой, да, что мы, ну вот, я, точнее, вот на этом эфире и вообще вот за это время, сколько меня не было, я понял, что мы вроде бы идем на правильном пути, но понимая в то же время, что безне қолыбыздан келмей bu нәрсе. Білесіз бе? Вот так говорить мы можем. Мы будем говорить, Алла берсе, пока живы. Но если у нас не будет харакята, мы не сможем ничего сделать. Вот нам нужен конкретно харакят. Вот только тогда мы что-то можем сделать. Но в то же время, если брать пример Палестины, у них был харакят, но они не добились ничего. Почему? Вы скажете. Потому что братья-арабы их не поддержали. Поэтому возникает другой вопрос. Допустим, мы даже, если мы начнем, башкортлар, татарлар встанут, допустим, против Москвы. А вдруг у нас то же самое будет? Никто не поможет. Понимаете? Тут непонятно. Тут много нюансов появилось. Если брать разные примеры. Шунарга хз, короче. Тяжелые такие вопросы, на которых, наверное, размышлять надо. Ответов нет. Нет ответов таких ясных. Ну, косвенный ответ бар инде, но конкретный ответлар юк, которые вот прям сиңа прям хазыр прям китереп бирә. Но как говорится, после вот этой войны, вот этой украинской, да, ведь столько башкортов, татаров полегло, да украинцев полегло, всех, да, ведь.
вот прям сейчас, да, ведь если мы начали бы против Москвы, может, что-то мы смогли бы сделать. Но если сейчас это остановится и утихнет, то никто не пойдет умирать против Москвы. Против Москвы никто не пойдет. Почему? Потому что они недавно закончили войну, допустим, с Украиной. Закончится, они переосмыслят, поймут, и когда придут домой, в Башкортостан да Татарстанга, там разруха, нищета, 200 тысяч в месяц уже никто не будет им платить, зарплаты уже ты, короче, уменьшится, применьшится, плюс еще что-то слышал там, всякую хрень придумывают, как содрать с людей денег. Вот это все добавится, прибавится, то все. Қазір бит енді евро белән доллар үскән бит инде, ул төшми уже никогда. Или надо будет ноль убирать в рублях, чтобы не 1000 рублей было, а 100 рублей, как в прошлом в СССР. Вот только тогда менее в глаза будет нормально виднеться рублей перед евро и долларом. Ну, я не верю, что оно упадет 30, курс 30 не станет. И шулай булып, халык кайта, акча юк, Себергә баралар, Мәскәүгә баралар, анда баралар, монда баралар, анда да акча булмаячак. Бер кайда да не будет денег. И что будет? Как этот Винокур говорил, полный коллапс будет. Полный коллапс. И после этого коллапса будут какие-то междуусобные, может, какие-то там стычки. Будут вспоминать узкую общину. Может, какая-то община появится, еще там добавится. Дикая община какая-то, допустим. Все с войны, которые пришли, они создадут свою общину. Неизвестно. Какая-то дичь какая-то появится, допустим. Насильников и всякие шантропа, мафия, группировки. Ну, что-то такое, допустим. Бардак в стране будет. И там точно никто не пойдет против Москвы. Потому что они сами себя не смогут содержать. Но есть, не могу сказать, был бы шанс, ты айтырга могу, был бы шанс, если мы сейчас могли бы где-то сорвать куш, энную сумму, подготовить какое-то оружие, и вот подобие нас, меня там и так далее, людей набрать туда, которые по всем этим темой, как говорится, будут как-то рассматривать эту тему, так сказать, приглашать туда людей и так далее. Вот этот процесс был бы хотя бы. Потом можно было бы как-то уже, так сказать, как вспомогательная сила донести Башкортостану и Татарстанга, что только здесь одно выручит. Деп. Сіз кушыласыз бізге, вы присоединяйтесь к нам, и мы идем на Москву. Все, другого тут варианта не будет. Но чтобы это сказать, у нас должны быть какие-то аргументы. Аргумент — это оружие. Вот только когда у нас будет оружие, мы сможем пойти на Москву. Другого варианта у нас нету. А вот те, которые вернутся, как СРС или как-то Булаянь, тоже на днях услышал, говорит, вооружайтесь. Те, которые сейчас уже, у кого есть оружие, они вооружаются. Руснявые вооружаются конкретно. А у наших нету, потому что акча юк. И вот, когда вернутся с войны,
всякое оружие вернется с ними вместе. Заныканные, спрятанные уже давно, вытащенные куда-то за кордоны, и оттуда они будут его туда-сюда друг другу продавать. Вот такой бардак будет. И что иногда вопрос будет возникать такой. Мы сможем, может быть, этих, так сказать, долбоебов как-то уговорить пойти на Москву. Может, сможем. Потому что им нужны будут деньги и так далее. Но у нас нет денег. У нас нет ничего, нихуя у нас нету. Что надо, вопрос стоит. И каждый вот этот, кто топит за независимость, ни один из них никогда не сказал, блядь, я не слышал, что кто-то их будет спонсировать. Все думают, что Эрдоган будет спонсировать. Кому нахуй мы нужен, блядь? Үзебізні, күтібізні сібіре білмейбіз, блядь. Коя барып ялынасың, блядь. Я не зря вам пример привел по 2 евро, за 2 евро 60 копеек. Мен шығып сұрадым, меня это бергені yok. Нахуй, грубо говоря, послали. Если бы они знали бы русский язык, наверное, нахуй послали бы меня. Понимаете смысл, да? Просто попрошайничать, это не катит. Күтіңні берсәң, енді ашып күтіңні берсәң, может, как говорится, заплатят за твою жопу. А так просто никто не даст тебе ничего. Мне прям это в лицо, блядь, нахуй. 1000 раз тыкали об этом. Кому? Кто тебе должен? Никто, иди нахуй. Примерно так. А тут речь идет об оружии, блядь, против Москвы, блядь. У кого очко, нахуй, блядь, жесткое, так сказать, блядь, не боится. Я не видел еще такого. Кто против Москвы даст оружие, блядь. Кроме Украины. И Украине самим, блядь, нахуй дают. Поэтому тут ситуация такая, ниппель. Нам понять бы вот этот процесс весь, обмозговать и заранее бы хотя бы какие-то моменты подготовить. Да, мы можем сказать, давайте полагаться на Аллаха, война не будет, будем жить дружно, хорошо. И все, опять на 100 лет забыли о независимости Башкортостана с Татарстаном. Не говоря об Украине. Половину Украины отжали, половина останется в Русне. Нахуй эти территории вообще? Разъебанные в хлам, блядь. Как я видел, блядь, один раз, я вам вроде и высказывался, или что-то видел, там постоянно вот этот Майкл Наки говорит, серая зона, какая-то зона. Я не понимал, что это за серая зона. Блядь, серая зона, это оказывается, блядь, равнина нахуй, как в Палестине. Это вот серая зона, блядь. Стоячие дома, которые, блядь, с землей сравняли, блядь. Вот это серая зона, блядь. Где там нет жизни, блядь. Я охуел, блядь. Поэтому пол Украины, она такая. И она перейдет, допустим, как Крым Русне. И нахуй она нужна? Нам геморрой лишний. Зачем он нужен? Если подразумевается, это будет Россия. И исходя от этого, вопрос возникает. Почему, если вот эта хрень будет происходить, нам не отделиться? Зачем нам чужая проблема надо? Башкортостан, Татарстанга. Нахрена нам это нужно? Шуларга туганлар битке қарап, конкретно мына шуны сөйләп чыга торган кеше юк, мен күрмәдем. Әйтәм бит мен сезгә.
там вооружаться туда-сюда. Сырыс Балаян вот говорит. Габбасов в свое время говорил, вооружайтесь. Но этим тоже далеко не поедешь. А ни один из них не говорил, что так, мы будем подготавливать какой-то бизнес-проект или там какой-то денежный нахуй способ, откуда-то, блядь, взаймы возьмем, блядь, я не знаю, блядь, что мы вот готовим вот здесь где-то, блядь, на территории Литвы, Латвии, блядь, Эстонии, блядь, место по подготовке вот этих регионов, которые хотят независимости. Вот нам вот такое надо что-то. Если Украину мы не можем зайти, значит нам надо другая обычная страна, где мы будем подготавливаться. Все, вот это нам нужно. Вот этот новый, так называемый, проект нужно нам рассматривать. Я не вижу другого здесь варианта здесь, понимаете? Тут только вот такой вариант остается. Подготовить нам почву, где мы можем, как говорится, развернуть свои какие-то действия. Только таким методом мы можем сделать, ну как сказать, рекламу, что ли. Как-то тупо звучит, да? Секунду. Прохладно на улице, уже прохладно становится здесь тоже. И вот, таким образом, вот как они баннеры везде вешали, рекламу делали, приходи на войну, приходи туда, СВО, мужики, ты мужик или нет, блядь. Йо, безга нужно будет конкретно делать такую хрень, блядь, что независимость Башкортостана и Татарстана, если ты хочешь, вот, присоединяйся к нам. Мы же там сразу их не ведем, блядь, на Москву. Нам нужно как-то набрать народ, набрать, как говорится, оружие, договориться с этими соседними странами, которые нам дадут нам эту возможность. А не как Кашапов, который, да, там, я не могу говорить, говорит, на весь эфир, ну там в WhatsApp. Типа, там у нас готовятся где-то там войска в Азербайджане, в Турции. Ну и чё, готовятся они там? И чё, где они, блядь? Ну и чё готовятся? Вон какой-то э, афганский татарин тоже в Афганистане готовится. Татарский афганец или афганский татарин в Афганистане готовится. И что он один готовится там и чё? Все где-то готовятся. И что с этого? Нахрен это где-то что-то готовится, если оно бесцельное? Если мы их не видим воочию, блядь. Кутакка керек болар бізге. Бізге конкретный мына мен айтқан сөздер, Габбасов айтқан, да чертовы Мурзагулов айтқан. Вот эти конкретные сказанные слова нужно как-то выполнять. Значит, это нужно место, где мы сможем это видеть и контролировать. Нам не нужно вот это какой-то Цезарь из Питера, который русский батальон какой-то, или какой-то северный батальон, бля, Сибирь батальонский, интернациональные батальоны внутри Украины. Да нахрен они нам нужны, блядь? Мы в глаза не знаем, кто они, что они, блядь. Башкорт рота в Украине. Тоже там пару человек, блядь. Кто над ними рулит, я вам уже говорил об этом. Тоже это не катит. За этим всем процессом должны рулить именно подобие нас люди, которым мы будем выводить это все в эфир, конкретизировать это, блядь. Чтобы я своеручно снимал это все дело. Вот, мында без әзірләнәбез, мында шунды, бла-бла-бла, блядь. А не так, блядь. Сидеть вот здесь, блядь, и гундеть о чем-то.
По-другому независимость Башкортостана, Татарстана нам нахуй не светит, блядь. Мы сдохнем, и за нами, может, кто-то пойдет. Ну, хотелось бы при нашей жизни это сделать. Чтобы наши дети уже остались в независимости, блядь. Мы спокойно ушли от этой земли, зная, что независимость была приобретена нами, и наши дети вернутся в Башкортостан и Татарстан независимы. Москва нахуй уснула, блядь, в тряпочку в своих болотах. Украина приобрела свои территории все. Кавказ в тишине. Бурятия, Якутия, Саха, все нормально. Сахалин половина отдали, то, что нужно, отдали Японии. Все, вот такая вот такая ситуация должна быть, блядь. Наша территория, блядь, до моря, до новой земли, Башкортостана, Татарстана, до верху, как я всегда озвучивал. У нас должен быть флот, Северный флот Башкортостана и Татарстана. Мы должны бороздить, блядь, моря, океаны. Вот наш план, блядь. Вот такой план мы должны осуществить. А как по-другому, блядь, нахрен? Мне 40 лет, блядь. Завтра я сдохну, что там дальше? Кто, что мы сделали, блядь? Без нәрсе добились, блядь. Сидели, боялись Путина, дохли за Путина, нахуй. Это такой отчет будет кто-то писать, блядь, вот увидите, блядь. Будет кто-то писать такой отчет. Так, Украина, хуй поймешь, что произошло. Путин жив, нахуй. Нетаньяху, блядь, Палестина обрели какой-то покой, блядь, на время. Потом опять у них началась война. Вот примерно вот такая хуйня будет писаться. Но империя, блядь, Россия, нахуй, начиная, блядь, с Калининграда, блядь, заканчивая, нахуй, блядь, Уссурийска, блядь, Владивостока, блядь, она будет жить. Еще 1000 лет, блядь. Да? Вот примерно вот такую историю мы хотим своим детям. Где они будут говорить, блядь, какого хуя тогда наши отцы ничего не сделали. Вот и все. Онда точно башқұрт тілі де, татар тілі де, бүтін тілдер жоғала. Порой иногда я зацикливаюсь, как біздің тіліміз әлі жоғалмаған екен. Біздің тіліміз жоғалмаған екен деп отырам. Бізге қатылы бит әллен тілдер болған бит. Олар жоғалған бит, жоғалған. Ол тілдерні бит біз білмейміз. Какие-то иероглифы до сих пор отгадывают люди. Ол тілдер болған бит. Қай ол халық? Қай ол халық? Ол халық жоқ. Жоқ ол халық, блядь. Наш у халықлар жоқ. И также біздің халық жоғала. Семья құру жоқ, көбею жоқ. Башқұрт көбеймей, татар көбеймей, үләсіз генә. Хотя бы пример надо брать узбеклерден. Узбеклер 37 миллион болған. Бәләкәй генә Өзбекстанда. Сіз бүтін Рәсейдә яшәп, тут же нельзя сказать, что Башқұртстан былай, Татарстан былай. Сіз бүтін Рәсейдә. Сіз бүтін Рәсейдә көбәйергә могли бы. Ну где вы, где вы? У вас по 2 ребенка от силы. Ну, конечно, и у меня тоже 2. Ну, Аллахдан сұрайым, чтобы я тоже увеличился рано или поздно. Но вы же, живя в спокойное время даже, 2 только рожаете, не больше. Что за стандарты, блядь? Где вы такие стандарты услышали? Поэтому много говорить можно. Мыслей очень много, вести можно очень много. Этот эфир, ну, наверное, на сегодня пока хватит, потому что давно не вел такие эфиры. Больно так сказать, много тем.
И много уязвимые темы, которые мы еще должны обсуждать. Всякие внутренние такие темы надо как-то мне брать. Новости Башкортостана, Татарстана. Об этом тоже надо что-то читать, почитать с вами вместе, подумать, поразмышлять, что творится там внутри Башкортостана и Татарстана в данный момент, во время войны, во время вот этого всего беспредела. Понимаете? То, что там творится внутри России, там делают, тут делают, только можно услышать только то, что Собянин, ублюдок, хочет, это так, где-то услышал, построить, блядь, то ли до Твери, блядь, до ближних городов, дальних городов, блядь, метро. Вот такую только новость, блядь, можно сенсации сказать. Вот нахуя им метро до Твери, блядь. Все, блядь, превратил в окопы, блядь. А это помахивает, знаете, чем? Что это будет нахуй спасением, блядь. А для чего спасение? Для того, чтобы начать огромную другую, какую-то колоссальную другую войну, допустим, а метро будет это как защита от бомбы и так далее, и так далее. Вот он строит туда-сюда, блядь. Где-нибудь вы видели, чтобы построили, блядь, Уфада или Казанда или в других городах? Нихуя нигде ничего не строится. Только, блядь, строят Москву, Тверь уже, блядь, до Питера хотят еще что-то построить. Что они там хотят построить до Питера? Метро или что? Или это был просто прикол? Идиотизм полный, блядь, происходит с этим Собяниным, блядь. Шуңарға бір продвижение yok Башқұртстан Татарстанға әйме бір нәрсе берілмей. А народ, быдло народ наш терпит это, глотает. И думаете вы, что, блядь, кто-то придет вместо вас и изменит что-то? Да, Аллах берса, может мы придем и изменим что-то. На вашу, как говорится, радость. Но чтобы это изменить, блядь, нужно же нам тоже как-то, блядь, объединиться, наверное. К этому моменту как-то прийти к этому. Чтобы это что-то свершилось, нам надо самим что-то свершить, блядь. Переворот, как минимум. Чтобы дойти до Москвы. Снести Хабирова, Минниханова, а потом уже на Москву топать. Шандыхаль, Дуслар. Короче, будем, наверное, заканчивать уже иш тула. Пиздец. Вақыт өткен. 3 сағат отырғанмын. 3 сағат 18 минут сіз білән. Рахмат сізге бүтініңізге. ТикТокта 6 кіші, я так понял, утро. 6 человек. Всем спасибо. Ютубларны, наверное, завтра посмотрите. Ютубта да 6 кіші утро. Рахмат. В другом ютубе тоже просто запись пошла. Ну, вдруг один заблокирует, на другом останется запас. Так что 3 часа, наверное, можно будет как-то перемотками пересмотреть хотя бы. И главное, репост сделайте, закиньте везде. Да, тут какие-то комментарии были, оказывается. Омад хамега салам мусульманларга. Из Европы и вещаешь герой о людях подумал, деген. Привет, салям. Потому что ты не интересен Европе, я имею в виду. Им интерес России, Восточной Европы. Что ты про... Не слышно. Положим, плохо слышно.
Ну да, я же его, блин, в этот запихал, короче. Наверное, может и плохо слышно. Ну, орать тоже не могу. Не знаю, надеюсь, если тут не слышно, в каком-то телефоне, может, слышно было. Надеюсь, слышно. В ТикТоке слышно точно. Тогда туғандар буду заканчивать, потому что надо ложиться уже. Отбой. Этот, Шондай хәл. Ну, то, что я вспомнил, да, я как бы все сказал вроде бы. Потом будем додумывать еще что можно будет обсудить по новостям, что-нибудь. А так, что в моих силах, я пытаюсь что-то делать, да, шулай. Прям сейчас выйти, оружие держать и пойти, я не знаю, куда идти, во-первых. И плюс я один не смогу пойти на Москву. Поэтому цель только Москва. Дойти до Кремля, вытащить этих всех пидорасов и всех, как говорится, как я вам и говорил, создать им вот такой, блядь, возле Кремля на площади так сказать, блядь, аттракцион, всех собрать туда, чтобы туда приходили люди, туристы, любовались над этими долбоебами. Вот примерно такая тюрьма должна быть, стеклянная, вся такая. И чтобы они там жили и, так сказать, корчили свои рожи туристам, блядь. И пусть, как говорится, туристы платят за это деньги. И, как говорится, будем наблюдать. Ленин же лежит, а тут и живые будут нахуй. Ну, кто доживет, конечно, до этих времен. Всякие эти Певцовы, э, Путлеры, блин, всякие. Всякая дичь это кремлевская. Соловьевы. Всех туда собрать. Пусть живут там, блядь. Скобеевы, блядь. Всякие. Примерно так. Но это, конечно, тоже мечта, как говорится. Ладно, давайте. Всем салам алейкум. Спокойной ночи. Надеюсь, у вас утро уже, наверное. Не знаю, у меня 3 часа. У меня 3 часа у меня время. Буду закрывать, короче, по одному. Так, здесь нету никого. Откроем здесь. Включи звук. Ну вот. Значит, там не было слышно. Ну, где-то все равно должно быть слышно. Я громко говорил, потом меньше перестал, потому что соседи, как бы, чтобы не ругались, как говорится, в других комнатах. Все, давайте тулана. Ябам, короче. Аллаху тапшырдык.